Добрый вечер, уважаемые любители спорта, спортивной борьбы. Приветствуем всех со Дворца спорта 50 лет Победы. Сегодня у нас третий день чемпионата России среди студентов по греко-римской борьбе. Напомним, что чемпионат идет третий день. В первый день борцы боролись вольного стиля, во второй день вольного и женской борьбы. И сейчас третий день у нас идет борьба по греко-римской борьбе. Сегодня у нас весовые категории, их 10. И, вот, соответственно, сейчас в данное время проходят поединки за выход в финал и некоторые весовые по круговой системе. Со мной сегодня, так же, как и в прежние дни, работает Айтал Оконешников, мастер спорта России по вольной борьбе. Да, приветствуем вас, любители спортивной борьбы. Сегодня у нас заключительный день чемпионата России. И сегодня греко-римский стиль, да? Здесь вот в зале совсем уже другая атмосфера, чем вот позавчера. Вчера команды более уже, как сказать, более-менее массово подошли к греко-римскому стилю. И больше схваток как-то сегодня и более напряженно идет. И самое главное, присутствует здесь Республика Дагестан. Да, первый день, ну, напомним, по минимальному количеству весов боролись. Сегодня, вот как сказали, уже 10 весовых категорий. И, как Айтал упомянул, есть тут представители тех регионов, которые не боролись по вольной борьбе, да? Да, и хочу отметить, что сборная Республики Саха-Якутия выставила 9 спортсменов, да, и еще есть один наш легионер из Красноярского края, тоже он боролся и в вольном стиле, и сегодня выступает тоже 87 килограмм Алексей Ефимов из Красноярского края. Он вот как раз борется на ковре А в полуфинале. Да, парень родом с Самгинского района, как если не ошибаюсь. И вот методом легионерства, да, так скажем. Ну, он обучается, да, в Да, он Красноярске. студент Сибирского федерального университета. Да, в свое время он также начинал с вольной борьбы. По вольной борьбе у него достижения такие тоже громкие бывали, есть. И вот свои силы сейчас пробует в стиле греко-римской борьбы. Ну вот греко-римская борьба, правила у него совсем иные, чем в вольной борьбе. Тут, как мне подсказал мой коллега Айтал Оконешников, нельзя дотрагиваться до ног соперника, только Да, верхняя борьба, да, можно сказать. выше пояса борются ребята. И тут уже здесь как бы очень равная борьба, очень похожа на сумо, но более динамичная. Тут как ты обманешь соперника, как ты его, вот корпус его, как подвинешь и сдвинешь его. И вот так. И, конечно же, амплитудные броски никто не отменял, да. И да, вот на ковер В выходит весовая категория 77 килограмм. Сейчас 77 килограмм. Да, у нас сейчас пока нету протокола, сейчас нам принесут. Но Да. как я вижу по таблу, то Магомед Исмаилов, Республика Дагестан, и синего угла Руслан Новгородов, Хабаровский край. Руслан Новгородов уже стоит на ковре, ждет своего соперника, и на ковер выходит Магомед Исмаилов. Да, вот хотели бы сказать, что только-только закончились на ковре Б полуфинальные схватки, поэтому вот секретариат пока что нам не подготовил. Ну вот сейчас через считанные секунды нам тоже принесут протокол, и мы вам уже будем освещать, говорить и рассказывать. И, кстати, вот, Айтал, как только ты вот затронул тему сумо, да, Да. вот сегодня с утра очень хорошие новости для Республики Саха-Якутия были. Молодой парень в первенстве России по сумо до 21 года с Кобяйского района села Мостах занял первое место на первенстве России до 21 года и выполнил норматив мастера спорта по сумо. Да, поздравляем нашего молодого спортсмена. Ну, где наши борцы не участвовали, да, Да. можно сказать. Везде вот наши приспосабливаются ко всем видам борьбы и очень удачно выступают и представляют наш регион. А между делом у нас началась схватка, вес 77 килограмм. Напомним, Магомед Исмаилов на ковре и Руслан Новгородов, Хабаровский край. Да, и вот начинается борьба, очень динамичная, равная борьба идет. Вот как раз таки только что упомянули, да, у нас вот спортсмен с Республики Дагестан вышел бороться с красного угла Магомед Исмаилов. Да, и вот не убегая далеко от темы, да, можно сказать, по сумо у нас теперь, можно сказать,
4 мастера спорта России по сумо. Это у нас Владислав Ефимов, который также является мастером спорта России по вольной борьбе, мастером спорта Республики Саха-Якутия по борьбе хапсагай. И вот в 3 стилях борьбы он выполнил норматив мастера спорта. И также еще Евгений Алексеев в 3 стилях борьбы является мастером. И вот в прошлом году Иван Семенов, также наш виртуоз по борьбе хапсагай, выполнил норматив мастера по сумо. Да, получается тогда братья Семеновы, да? Да, Оба братья Семеновы. Да, оба стали. Не Семеновы, можно сказать, тут подправлю. Сергей Николаев, у него имя. Но они являются родными братьями все равно. Да. И вот 2 брата в одной семье являются. Да, и мастерами вот видим, спорта. как Опа! амплитудный О! бросок от Руслана Новгородова. Оценку дают 4 края. балла. Да, счет уже 5-0. Опа! Еще раз поднимает. Да. Вот видим, как он отличается, да, от вольной борьбы. Да. Вот ребята с партера поднимают и бросают прогибом. Вот с высокого партера, можно сказать. Да, красивый вид борьбы, греко-римский Да. стиль. Да, да, и вот. еще бросок от Магомеда Исмаилова. И счет становится Тут- моментально 4-5. Да, тоже 4-бальный бросок оформил Магомед Исмаилов. Счет 5-4. Ну, такой скользкий счет, да, можно сказать. Да. Ну, для греко-римской борьбы это очень скользкий счет. Да. Там каждое действие как будто 4-бальные броски здесь идут. Да, и греко-римской борьбой у нас, ну, пару, да, сезонов, ну, не сезонов, а межсезонье занимался наш Виктор Рассадин с Романом Власовым, да, Да. и проходил у него спортивный сбор, можно сказать, и прибавил, можно сказать, да. Да, очень прибавил. Силе. Вот именно вот в мощи, да, и работа в партере, и работа на руках в стойке. Да. Да. Это очень большой плюс. Заниматься с таким именитым спортсменом, как Роман Власов, тоже дает свои плоды. И на ковре А мы видим наш земляк Роман Нестеров синего угла борется с Ментимиром Хайруддиновым из Республики Татарстан. И счет у нас 1-0. 1,5 минуты прошло. Да, вот Роман Нестеров тоже такой спортсмен, уже давно, так можно сказать, будет. Опа! И в это время Да, и 2 балла зарабатывает борец в синем трико Руслан Новгородов. да, 4-7. И видим, как Руслан Новгород, да, можно сказать? Или Новгородов. Тут тоже. да, Руслан Новгород. Да, очень интересная Ну, фамилия. у него в трико, по-моему, Новгородов написано. Да, у если не него в трико ошибаюсь. написано Новгородов. Опа, как мы видим, счет уже стал 7-4. Да. Времени еще достаточно. До конца первого периода остается считанные секунды. Ну, напомним, это только первый период, а счет уже такой, можно сказать, да? Баскетбольный, Да, да. который можно ожидать к концу схватки. Да, и подходит к концу первый период, счет 4-7. Видим, как борцы отдыхают в своих углах, получают важные наставления от своих тренеров, от своих соотечественников, товарищей по сборной. Да, вот перед вами на экране Магомед Исмаилов. И вот как только вот тоже пару слов сказали, время отдыха завершено. Да. И ребята сейчас продолжат схватку, последние 3 минутки данной схватки. Это у нас Да, и видим, как ребята сразу очень близко начинают борьбу со стойки. это у нас Утешиловки. Да, это у нас утешительные схватки идут. Я хочу напомнить, что утешительные схватки это те, кто проиграли финалисту. Если борец пройдет утешительный раунд, то он выходит за 3-е место бороться. да, и порой бывает так, что те спортсмены, которые прошли утешительные поединки, проводят больше схваток, да, чем победители турниров. Да, это точно. И вот, если напомнить про утешительный крайний мировой квалификационном турнире, наши ребята тоже, вот Нюргун Скрябин, да, очень много схваток отборолся, но чуть-чуть не хватило. Да, чтобы получить. три очень хорошие схватки с 3 лидерами, да, тоже Да. мировыми. Очень отборолся хорошо. Опа, и мы тут видим, И тут попытка броска. И
Да, балл видим оценку. Магомеду Исмаилову, да, за Амплитуду, наверное, да, да? за амплитудный бросок. Да, и счет у нас 6-7. Да, потихонечку Магомед Исмаилов набирает баллы, потихонечку подходит. Да, и вот пытается нырнуть, но Руслан Новгородов на чеку. Все контролирует, все держит. Да, и мы вот видим, да, ребята работают на стойках. Тут нужна титаническая выносливость, да, наверное, Да. на руках, вот, да, корпус какой сильный должен быть. Это безусловно. Поэтому и борцы греко-римского стиля, да, можно сказать, больше времени уделяют физической силовой подготовке, наверное, нежели, да, на ковре работают. Да, но если вот, да, смотреть вот тренировки, да, я вот подписан на борцов в Инстаграме, на греко-римских, они все время уделяют время вот тренажерному залу. Да, железом ребята очень много работают. Да, и вот Опа! попытка броска, и Но Руслан Новгородов Да, Руслан оказался на чеку, да, можно сказать. да. Да, Руслан Новгородов вот отключает, пытается отключить пояс и берет 2 балла. Да, счет Уже моментально, да. 6-9. 6-9 становится. Ну и сейчас будем смотреть. Времени остается не так уж и много. Минута 10. Да, у нас арбитром ковра работает заслуженный тренер республики. В свое время, да, очень много времени и сил отдал для развития борьбы в республике Саха-Якутия. Помню, он ребят с Тулагина возил, да? Да, Он изначально начинал свою работу в Тулагина, потом перешел в республиканскую детскую юношескую спортивную школу Олимпийского резерва номер 3 имени Валерия Петровича Керемясова. И очень долгое время там проработал. И до сих пор, по-моему, да, с ребятами работает. и да, вот балл еще Магомеду Исмаилову за то, что его соперник ведет пассивную борьбу. Да, и со свистком сразу кидается Магомед Исмаилов. Времени остается минимум 30 секунд. Да, и судья останавливает схватку. Сейчас вот решают судейской коллегией. Да, вот видим, ребята очень сильно устали. Дыхалка все равно дает о себе знать. И вот Да, конечно. пару секунд дается ребятам на отдых, да, можно сказать, Да. во время того, как судьи разбираются в оценке и вообще Да, в и схватке. вот такие спорные моменты, да, вот дают ребятам чуть отдышаться, да, Да, прийти да. в себя. И бывает так, что проигрывающий борец может поменять ход поединка в свою пользу, вот, за пару секунд, можно Да, сказать. такое тоже бывает. И вот судьи решили, что Руслан Новгородов, Да, ставят партер, ну да, ну я думаю, как бы за пассивную борьбу. Да, и идет борьба, 25 секунд. Магомед Исмаилов ищет, хочет поднять. Вот видите, как он бросает ноги в одну сторону и хочет приподнять. да, времени минимум, Магомед Исмаилов работает. Да, и 13 секунд остается, считанные секунды, можно сказать. Ну, для Руслана Новгородова целая вечность сейчас Да. наступает, 10 секунд. То у Магомеда Исмаилова очень мало времени Да. остается. Увидим, что уже считанные секунды. Да, Схватка и остановлена. поздравляем Руслана Новгородова с победой и выходом в следующий круг. Утешительной стадии, да? Да, утешительной Я вот стадии. только вот в протоколе увидел, да, имя Магомед Исмаилов. Есть такой боец же, да, в Дагестане, по-моему, Да, еще. да, Магомед Мага Исмаилов. Исма, Мага да. Исма, да. Да. Лысый хищник его еще называют. Да, Магомед Исмаилов. Тезка, получается, по фамилии и имени. Тоже представитель Республики Дагестан. Да, видите повторы, вот как красиво Руслан Новгородов исполнил 4-бальный бросок. Это уже тут 2 балла заработал. И вот 4 балла Магомеда Исмаилова, да? Да, вот кочергу исполнил как. Да, очень бескомпромиссная борьба. И тут тоже... Да, и нет, там же не за амплитуду, а за выталкивание за ковер, да, вроде как. Ну Потому да, что, да, судья кажется. показал. Да, и сразу вот со включения нашей трансляции первая схватка такая динамичная, да? Да. Разбудила, наверное, наших всех телезрителей, все подтянулись, да, к экранам.
Да, и вторая схватка утешительной стадии. Это уже другая весовая категория, 82 килограмма. На ковер вышли с красного угла представитель Тверской области Владимир Лукин и с Пермского края Артем Нестеренко с синего угла. Да, и наблюдаем за борьбой. Уже 82 килограмма. Если не ошибаюсь, это весовая категория Романа Власова. 82. 82, да. Да. Ну, он ранее 77 же тоже боролся, Да, да? 77, 82. Вот, Да. да, боевые его веса. Ну, если говорить, да, вот наши ребята, вот некоторые ребята с других регионов выступают параллельно и в вольной, и греко-римской, да. Да. Есть такой борец, тяжеловес, Белял Махов, может, знаете, да? Да, Белял Махов. Он в свое время, когда выступал, в 2015 году параллельно выступил на одном чемпионате мира в двух видах Да, борьбы. это в Лас-Вегасе, да, вроде? Да, в вольной борьбе и греко-римской, и в двух видах занял 3-е место. Да, Да, тоже это- помним. Любители борьбы, уважаемые телезрители, вы тоже, наверное, помните такой момент. Белял Махов, наш тоже прославленный тяжеловес, в двух стилях борьбы на чемпионате мира принес для сборной России 2 бронзовые награды, да, можно сказать. Да, это большой подвиг. И да, 2 путевки же, да, сразу же. Да, и 2 путевки, да, он на Олимпийские игры завоевал. 2 олимпийские лицензии. И хочется упомянуть про легендарного борца кубинского происхождения Михаила Лопеса, Да, который да, сейчас готовится на свою 4-ю Олимпиаду и прицелен на 4-е золото Олимпийских игр. Да, тоже. А, нет, извините, он 4-кратный олимпийский чемпион на свою 5-ю Олимпиаду. Ага. Ну, И 5-е золото. рекордсменом, да, вроде Да. хочет стать. Да. Да, тоже прославленный, именитый такой борец Михаил Лопес, кубинец. И да, вот включаемся в нашу борьбу. 82 килограмма. Владимир Лукин ведет со счетом 1-0. Остается у нас 1,5 минуты до окончания первого периода. Ну да, как мы видим по телосложению, очень 2 равных соперника вышли. Да, представители Твери и Перми, можно сказать. Очень такая вязкая борьба у нас сейчас идет на ковре. Да, вот ребята вот с кисти работают с 2 сторон. Да, вот Владимир Лукин ищет подмышки, свой захват ищет. И не за горами амплитудный бросок, мы надеемся. Ну вот это только со стороны, наверное, видно, да, что ребята просто так толкаются. Да, конечно. Просто так да. стоят и так далее. Но там внутри идет очень жаркая такая борьба. Да, там напряжение вообще, пульс, наверное, 220-300 пульс играет. Это борьба за захваты, это борьба за выигрышное такое положение в борьбе. Но счет у нас остается минимальным. До конца первого периода остается меньше 20 секунд. Схватку ведет Владимир Лукин из Твери. На ковре А параллельно борется Кирилл Мальцев, Нижний Новгород, и Виталий Лысов, Мордовская республика, Республика Мордовия. Да, и первый уходит. период завершен. Счет остался прежним, да, можно сказать, 1-0. Ну, это минимум, можно сказать, в борьбе. Да, 1-0 это еще ничего не означает в борьбе в целом. Вот если бы добавили, да, подсечки там и так далее в греко-римскую борьбу, то вообще красота была бы. Да, конечно, вот. Да, в каком-нибудь положении, да, вот Да. использовать ногу. Ну, не знаю, вот греко-римская борьба испокон веков чисто с корпуса, и я, наверное, сомневаюсь, что так Да. включат. Не включится, наверное. Ну, это просто, как сказать, мечта, да, можно сказать. Да. Мечтой и остается. Мечта вот болельщиков для нас Да. со стороны смотрящих было бы более зрелищнее, да? Да. И, можно сказать, эта борьба вообще испокон веков создания Олимпиады же, наверное, да, потому что Олимпиада у нас, как мы все знаем, зародилась в Греции, да, в Афинах. Со времен Зевса, да? Да, со времен Зевса. И тогда вот еще боролись вот по этому, наверное, стилю, можно сказать, да, только верхняя борьба без привлечения нижней части тела. Да, и вот видим, ребята очень такую очень. конкурентную борьбу ведут.
мотивированно вышли на второй период. Сразу начали. Опа! И, да, Артем Нестеренко сразу зарабатывает 4 балла. 2 Да. плюс 2. 2 за выход и 2 за переворот. Времени остается ровно 2 минуты. Да, и пытается Владимир Лукин сделать кочергу. Да, вот видим, да, видим, что после первого периода счет минимальный был 1-0. И вот сразу же, можно сказать, с началом второго периода Артем Нестеренко заработал заветные 4 балла. И схватку сейчас в данное время ведет. Опа! О, Какой 4 бросок балла! от Владимира Нестеренко. От Да. Артема Нестеренко, извините. Красивый бросок оформил Артем. Забегает за спину. Но тут без оценки же, да? Да. С одного положения так не дается оценки. И вот моментально счет стал 8-1. Сейчас уже Владимиру Лукину надо включаться, уже искать свои положения, да, с которых он очень Да, хорошо... навязывать свою Да, борьбу. свою Время борьбу. еще есть. Видим, шею забрал Владимир Лукин. И будем смотреть, что же он предпримет. Времени остается минута 8. Да, Артем Нестеренко вот грамотно все контролирует своего соперника. Да, все блокирует, ничего не дает сделать сопернику. Да, вот и видим, что Владимир Лукин вроде, да, очень сильно устал. Но, тем не менее, собравшись последними силами, он идет вперед. Да, должен показать свой характер вот в конце схватки. Да, и 30 секунд у нас остается. Полминуты до конца схватки. Продемонстрирует ли Владимир Лукин нам свой характер, свою силу воли? Опа! Да, и вот Руки включается соединил. хват. 2 балла. 2 балла. 3. 3-8. Накатит ли сейчас? А тут, по-моему, Артем не даст. О! Да, Да, тут выход без за ковер, оценки. без оценки, потому что оба борца вышли с положения партера, да? Да, время 7 секунд остается. Да, и Владимир Лукин кидается сразу на своего соперника. И Опа! пробует, но Тут срыв. тщетно. Да, срыв, балл без оценок. Да, и поздравляем Артема Нестеренко с победой и в прохождением в следующий круг. Да, поздравим Артема, поздравим Пермский край, да? Да. Но, тем не менее, наверное, поздравлять только с выигрышем этой схватки. Да, у него еще впереди, впереди очень борьба много. за 3-е место. Да. Да. Сейчас интересно, как будет идти ход соревнований, кого пригласят на ковер Б. А тем временем, уважаемые телезрители, смотрим повтор тоже этой такой схватки с характером, можно сказать. Ребята отборолись до конца. 4 балла в исполнении Артема. И вот как зарабатывал шаг за шагом Артем Нестеренко свои баллы. Да, и у нас 55 килограмм и якутская схватка. Иван Шамаев, Дмитрий Григорьев, 55 килограмм. Да, это тоже, по-моему, да, утешительная... нет, это круговая же. Да, круговая система. И ввиду неявки Дмитрия Григорьева победа присуждается Ивану Шамаеву. Да, до этого в схватку Дмитрий Григорьев тоже не вышел, по-моему. Да. Ну, мы точно не знаем, что там случилось. Но... Да, вот этот парень, Иван Шамаев, да, он, по-моему, только по греко-римской борется, да, парень? Да, и тренируется под руководством Матвея Матвеевича Матвеева, главного тренера сборной Республики Саха-Якутия по греко-римской борьбе. Да, и хотелось бы еще добавить то, что греко-римская борьба у нас в республике тоже очень сильно развита. В училище Олимпийского резерва, да, имени Романа Михайловича Дмитриева тоже есть секция, которой занимаются ребята. Да. Есть молодые тренера. И у нас есть в истории, да, один большой успех, можно сказать. Андреев Александр вышел, нет, не вышел, а попал в сборную России и будет участвовать на первенстве Европы. Да, стал победителем первенства России и таким образом отобрался на первенство Европы, да? Да. И у нас 55 килограмм, начинается схватка.
Руслан Паутушев, Хакасия И Андрей и Лобанов. Республика Алтай. Да, АЛР написано. Да, Как будто, хотел да. сказать Авроса, Алроса, да. да. Тоже чуть не сказал Да, Авроса автоматически. по буквенным этим Да. аббревиатурам. Да, представитель Хакасии и Алтайской Республики перед вами на ковре Б. Это тоже круговая система, по-моему, 5-й круг. Да, и ребята из сибирской стороны, да, нашей России. Ну, 55 килограмм – это мухачи, можно сказать, самая маленькая категория в греко-римской борьбе. И ждем динамичной бросковой борьбы. До этого ребята средневесы, тяжеловесы почти показали, какие броски, да? Да. У них сейчас скорость такая запредельная, наверное. Кто успел подхватить, тот и съел, да, можно сказать. Ну, тут дело в моментах. Не упуская моменты, можно добиться очень красивой и яркой победы, можно сказать. Ну, вся борьба – это момент, наверное, да? Да, конечно. Не упуская моменты, используя каждый свой момент. Да, в ожидании Да. ошибки противника. Да. Слово «момент» вообще очень такое обширное, да, можно сказать. Ну, к любому, допустим, к любой профессии можно подойти, да, к какому-нибудь профессионалу и спросить, что такое момент. Он тебе каждый по-своему. Вот Опа! видим, какая... Андрей Да, как Лобанов. поднял с пояса. И Вот! какой красивый бросок. И как 5 оценит? баллов. 5 баллов получает Андрей Лобанов, Республика Да. Алтай. Очень красивый такой бросок исполнил спортсмен синего угла. И счет у нас уже 6-0. Да, Прошло всего лишь 1,5 минуты. На Да? повторе обязательно этот момент покажем. Второй раз. Как же он красиво, так амплитудно осуществил вот этот такой. Да, и в воздухе, да, закрутил своего Да. соперника еще в воздухе. Этот момент бы посмотреть на замедленной съемке, да, можно сказать. Очень красивый бросок оформил. Ну, Счет. наверное, хайлайт нашего чемпионата России включит этот момент. Да, обязательно надо включать. Счет 6-0. Времени Опа. полно. Ну, 58 секунд до конца первого периода. И вот перед вами представители борца в синем трико Андрея Лобанова. Республики Алтай. Да, и вот Республика Алтай частые гости, да, на нашей республике. Да. Они приезжают вот на всероссийский турнир Хангавас Хапсарая, Да. приезжали недавно. Ну И причем у них призеры были среди участников со своей республики. Да, очень тоже... Очень именитых спортсменов привезли, которые удачно выступают по виду борьбы самбо. Тоже один из видов такой. Да, ну хороший. тоже в Республике Алтай борьба на подъеме, Да. да, получается. Вот ребята молодые, видим, да, еще скажут свое слово на взрослых коврах, наверное. Да, конечно, желаем им только хорошего, только удачи. И у нас заканчивается первый период. Ребята уходят на перерыв Да. 30-секундный. Счет достаточно такой, можно сказать, 6-0, очень большой. Но в греко-римской борьбе, как мы видим, за один бросок красивый такой, да, можно получить. 5 баллов, да, да, за амплитудный. на соседнем ковре у нас тоже очень жаркая схватка такая идет, да? Да, Константин Рябинин из Нижнего Новгорода и Андрей Тапхаров из Иркутска. Да, счет 3-0 у них. Андрей Тапхаров схватку ведет. Да, и у нас продолжается схватка. Счет в пользу борца из Республики Алтай 6-0 Андрея Лобанова. Да, Ну и- ребята сразу динамичную такую борьбу начали. Ну и ждем активных действий от Руслана Паутушева. Да, ребята сразу же включаются в борьбу, ищут моменты, ищут выигрышное положение, да, можно сказать. И быстро-быстро 30 секунд второго периода схватки прошли. Да, пару слов, да, сказали Да, буквально. пару слов буквально. Ну, время вообще очень такое в борьбе, не только в борьбе, наверное, да, в любом виде спорта время очень такое драгоценное, такое, можно сказать. Да. Да, на соседнем ковре борец синего угла
представляющий Иркутскую область, Андрей Тапхаров победил Константина Рябинина со счетом 4-0. Да, и зарабатывает 2 балла Руслан Палтушев. Да, и здесь уже надо работать Руслану. Да, попробовать накатить, да, сделать. И Опа! да, попытка броска. Ну тут можно было накатить, да? Чуть-чуть не получилось, можно сказать. Да, ну да, Руслан хотел амплитудный бросок провести 4-бальный. Времени Да, остается 1,5 минуты. Счет у нас прежний 6-2 в пользу Андрея Лобанова. На соседнем ковре у нас пока что объявили перерыв, да, можно сказать. да, и уже сейчас, буквально после этой схватки, я думаю, начнутся борьба за 3-е место и финалы. Да, у нас очень много схваток. 10 весовых категорий. Из 10 весовых категорий у нас 2 бронзы и финальные схватки, можно сказать. Да, в каждой весовой категории по 3 схватки должно быть. Да. Да, и счет у нас 3-6. Остается минута. Вот у спортсменов очень хорошо так на пояснице написано слово «Сибирь», да? Представители Сибирского федерального округа оба. И тоже такие братские тюркские народы, Да, Хакасия и Алтай. Меньше минуты времени остается. 6-3, но все еще, я считаю, что счет скользкий, да, можно сказать. да, очень скользкий счет. И вот только что наши коллеги, да, объявили о том, что после этой схватки сразу же финальные схватки начнутся на одном ковре, на котором мы сейчас проводим. Опа! Да, схватка завершается, остается считанные секунды. Опа! Попытка броска и срыв, Да, да? срыв атаки. Тут без оценки. 6 секунд остается. Да, и какой вот прыжок, да? Да. И зарабатывает 2 балла Руслан Баллы, баллы, Палтушев. балл. Балл и балл, да, за умышленный уход с ковра. Да, 6-5 становится счет. Но 0,0,4 доли секунды. Опа. Ну и схватка завершена. С победой в пользу Андрея Лобанова, представителя Алтайской Республики. Ну, напомним, это был 5-й круг весовой категории до 55 килограммов. Ребята борются по круговой системе. И сейчас буквально, да, на ковре Б выйдут борцы. Сначала, по-моему, да, за 3-е. Да, 60 килограмм за 3-е место. И сразу финальная схватка. И вот как раз-таки повтор схватки Руслана Палтушева и Андрея Лобанова. 1/3 место, Да, или? тут оказывается 1/3 место в греко-римской Ага. борьбе. Ну, если мы вот вчера, да, смотрели и позавчера вольную борьбу, то там было 2/3 места. А вот в греко-римской борьбе видим, что есть 1 бронза. И перед вами вот, да, протокол схваток. Падают. А, нет, Да, по две схватки все равно. да, по 2 схватки. Извиняемся, уважаемые телезрители. Тут просто проглядели, да, можно сказать. Да. Оказывается, тоже по 2/3 места в каждой весовой категории. Да, мы будем транслировать ковер Б. Б. И тут у нас начинаются борцы весовой категории 60 килограмм. Артем Колесник, Нижний Новгород, и Даниэль Теблоев из города Москвы. Схватка за 3-е место, да, напоминаем. Да, вот пару секунд ожидания, и ребята выйдут на бескомпромиссную борьбу за медали чемпионата России среди студентов в памяти первого президента республики, первого президента Федерации спортивной борьбы республики, нашего национального лидера Михаила Ефимовича Николаева.
Да, и видим, вот ребята выходят на ковер. Да, вот ребята выходят. С красного угла у нас выйдет представитель Нижнего Новгорода Артем Колесник. Из синего угла представитель Москвы Даниэль Даниэль Теблоев. Теблоев. Да. Да, вот фамилия тоже осетинская, да, вроде как. Теблоев. Да, это осетинская фамилия, если мы не ошибаемся. Да, арбитром ковра работает Станислав Егорович Афанасьев. Да, и поехали, да? Да, поехали. Шестиминутная схватка начинается за бронзу чемпионата России среди студентов. Да, и вот сразу, как видим, Даниэль Теблоев сразу берет свою инициативу, вяжет руку. Да, очень интересная стойка, он находится сбоку от своего соперника, Да, как видим. очень такая своеобразная манера ведения борьбы. Да. Вяжет руку сопернику Даниэль Теблоев. Да, и на ковре А борется наш земляк Родион Степанов с Владиславом Колесник. Колесник, да. Да, Два вот, Колесник, да, два брата, видите, да, видимо, да, борются. кажется, два брата, Владислав Колесник и Артем Колесник. Оба с Тоже. красного угла борются ребята. И оба представителя Нижнего Новгорода. Ну, надеюсь, тут не опечатка, да, на экране, можно сказать. Да. И тут Даниэль Теблоев работает сейчас в партере и хочет вот приподнять. И, ну, почти получилось. Да. Да, чуть не хватило времени, наверное. Да, напоминаем, схватка за бронзу весовой категории до 60 килограммов. Артем Колесник и Даниэль Теблоев. Да, Даниэль Теблоев вот вяжет руку, навязывает свою борьбу, ищет. И какое красивое движение от Артема. О, Да, и балл. тут балл. Или два, да? 2 балла А, дает. 2 балла, да, дается. Да, 2 балла дает Станислав Егорович. Да, наш рефери на нашем ковре. Да, счет 2-1. Моментально стал 2-1. Да, и Даниэль Теблоев за спину забегает. Но Да, тут и уход с ковра. да, Балл. упускает возможность заработать 2 балла, но все-таки вытолкнул за ковер. И 2-2. И по-прежнему ведет Александр Артем Да, Колесник. по качеству, да, можно Да. сказать. За счет двухбального такого приема, можно сказать. Да, и вот очень хорошо, да, ныряет под руку, да, Даниэль Даниил Теблоев. Теблоев, да. И 2 балла все-таки зарабатывает. Да. Такая активная борьба сразу в первом периоде. Да, тут у нас очень много, да, как и мы заранее говорили, очень много схваток. Да, 2 балла зарабатывает Даниил Теблоев. И сразу вот видите, как он захватывает руку, не отпускает. И Да, 2 отключил балла руку. сразу накатывает. Вот видите, уважаемые телезрители, правую руку отключил и сразу же накат в сторону отключенной правой руки делает. Очень так качественно и красиво. Счет 8-2. До конца первого периода остается 19 секунд. И сразу, да, Даниэль Теблоев атакует. Опа, видим, как еще раз нырнул под руку. Очень так коварно вроде, да, ныряет. Да. Соперник не успевает даже углядеть. Да, он создает неудобные положения вот Да. соперникам. Вот вытолкнул за ковер. 9-2 счет. Да, и уходят ребята на перерыв. Пожали друг другу руки. И 30-секундный перерыв. Да, видимо, все-таки братья борются, потому что Артем Колесник, когда шел, да, можно сказать, на 30-секундный перерыв, внимательно смотрел за схваткой, которая происходит на соседнем ковре. И вот до сих пор он там мельком глаза смотрит, стоит, переживает, можно сказать, за брата, да?
Там тоже брат Артема, Владислав Колесник, уступает нашему земляку со счетом 4-2. Да, и у нас продолжается схватка, последняя трехминутка. И сразу же Даниэль Тебуоев включается, вяжет руку, ищет свою позицию. Да. Ну да, до чисто технической победы остается у Да, него очень мало баллов набрать. и И еще выталкивает один за балл. ковер. Счет 10-2. 10-2 и одерживает победу Даниэль Тебуоев. Да. И поздравляем Даниэля Тебуоева с завоеванием бронзовой медали в весовой категории 60 килограмм и звание призера чемпионата России среди студентов. Да, поздравляем Даниэля и Москву с завоеванной бронзовой наградой. На ваших экранах повторы, уважаемые телезрители. Да, и у нас следующая схватка, уже финальная, весе Да, 60 финал. килограмм. Руслан Гаджиев, Московская область, и Адель Халиков, Республика Татарстан. Да, и на ковре А наш земляк Родион Степанов ведет схватку со счетом 4-2. Остается целая минута еще. Да, и вот выходит на ковер первым Руслан Гаджиев, Московская область, и Адель Халиков, Республика Татарстан. Да, финальная схватка в весе до 60 килограмм. Ребята уже вышли, пожали друг другу руки и вступают в борьбу за чемпионство чемпионата России среди студентов. Да, и так аккуратно, с осторожностью, вот борцы начинают борьбу. Ну, тоже данная весовая категория относится к мухачам, наверное, да, можно сказать? Да, конечно, мухачи 55, 60. Средний вес в греко-римской борьбе это 72 и 77, да, видимо? Да. Да, и красивый бросок сделал Родион Степанов и кладет на туше. Со счетом 8-2 и чисто техническую, да, победу. Да, поздравляем нашу республику с первой бронзовой медалью в весовой там, категории 60 килограмм. Да, сразу же челлендж с красного угла. И сейчас судейская бригада будет смотреть и решать. Да, в это время у нас... Да, дают балл Руслану Гаджиеву за активную борьбу. И ставят партер Аделя Халикова. Да, вот Руслан Гаджиев очень хорошо так круг сделал, да, можно сказать, Да, на ковре. настроился на бросок. Настроился и... Да, сейчас будет, наверное, выкладываться по полной. Ну, тут борцы греко-римского стиля с этого положения вообще очень, да, мощно работают. Да, мы вот видим, да, как он ногами, Опа! да, 2 балла. накатил. Влево-вправо вот ногами, да, двигаются. Да, очень условия такие хорошие создают для осуществления приема. Да, арбитр поднимает в центр, призывает в центр борцов. И вот у Руслана Гаджиева необходима медицинская помощь, да, можно сказать. Что-то у него с пальцем. Да, чуть-чуть микротравмы у нас бывают, конечно. Да, вот пальцы очень такой, это, да, можно сказать, самая часто Да, травмируемая часть тела. самая хрупкая часть тела. Да. Чуть что сразу с пальцами. Вот поэтому у многих таких борцов не только вольного стиля, но вообще спортивной борьбы пальцы все перебинтованные, да, можно сказать, Да. лейкопластырем. Да, и продолжается борьба у нас. Финальная схватка в весе 60 килограмм. Напомним, у нас на ковре сейчас борется Руслан Гаджиев из Московской области и Адель Халиков, Республика Татарстан. Да, счет 3-0 после первого периода. нет, не первый период. Я подумал только, когда была нужна медицинская помощь Руслану Гаджиеву, я подумал, это
перерыв на Да. 30 секунд. Да, у нас да, все еще идет первый период, остается минута. Опа, Адель Халиков очень хорошо сделал прием-перевод и чуть ли не выбежал за спину соперника. Но тем не менее Руслан Гаджиев очень хорошо контролирует ход схватки. Да, на кону чемпионства в весовой категории до 60 килограмм чемпионата России среди студентов. Да, и путевка на следующем году, да, на взрослый чемпионат России. Да. Это очень о многом говорит. Тут чемпионы только уже, да, получают? Да. И чемпионат России по греко-римской борьбе проводится намного раньше, чем по вольной борьбе. Да. Это в январе уже, кажется. Можно сказать, грубо, через полгода уже будут ребята бороться. Да, первый период завершается. Счет 3-0. Ребята уходят на 30-секундный перерыв. А перед вами на экранах команда Республики Татарстан. Да, видим, как тренер Аделя Халикова дает наставление, заряжает своего парня, да, Да, и борца. вот видим заряженного тренера Московской области. Тоже очень хорошо так успокаивает. Дает дельные советы своему подопечному. И сейчас вот буквально тоже пару слов сказали. И второй период начинается. 3 минуты. Нужно Аделю Халикову включаться и показывать Да, зрелищную и борьбу. крайняя трехминутка нашей Опа! финальной схватки. И сразу же такой активно начинают ребята. Своеобразное такое действие сделал, да? Без такого какого-то сильного захвата, а за счет выведения из равновесия соперника. Адель Халиков ищет свою позицию. Да, вот подмышки пытается зайти. Подготавливает четырехбальный бросок, ищет. Да, вяжут руки спортсмены оба. Да, переводы. И предупреждает Руслана Гаджиева, рефери. И Ставят в партер, да? Да, бал Аделю Халикову. Тут, как я заметил, активити тайма нету 30 Да, секунд. Сразу же бал. да, предупреждение бал, да? Да. За пассивное ведение борьбы. То есть бескомпромиссно, да, можно сказать. Да, сразу. Не как- церемонятся, да, Да. можно сказать. Сразу дают. В вольной борьбе еще хоть как дают шанс, да, отыграться за 30 секунд. А тут у нас сразу бал дается. И да, на соседнем ковре тоже идет схватка за бронзу в весовой категории до 63 килограммов. Ахмед Абдулаев и Арчин Кендеинов. Алтайская республика. Тоже, вот, да, такое тюркское имя Арчин. Ближе к нашему тоже. Да. Да, вот Адель Халиков. Адель Халиков ищет, да, тут и какая тут оценка? 2 2 балла. балла. И сравнивает счет 3-3 и еще 2 балла Аделю Халикову. Да, вот тоже за доли секунды, да. И бросает челлендж представитель Московской области. На ковре А весовой категории до 63 килограммов поединок за третье место. Да, и сейчас судейский корпус будет смотреть крайние действия спортсменов и какую же оценку дадут Спортсмен 21 год, кандидат представители Руслана Гаджиева. студент Дагестанского государственного педагогического. Челлендж выбросили. Да, вот сейчас включат на большом экране. Его соперник синий трико, представитель команды Да, тут Да, вот перед видим. вами на экранах повтор тоже, да. Действия Аделя Халикова. Да, начало действия. Ну тут, по-моему, действие начинал Руслан Гаджиев, да, но перевернулся, да, можно сказать. Да, накрыл. Да, Адель. накрыл. Тут 2 интересно. балла, потом 2 балла. Ну тут вроде как с одного, да, положения, да, 2 балла. Да, 2 балла, потом, ну как бы он
тоже на 90 градусов как-то. Да, сейчас судейский корпус, тем не менее, просмотрит и даст свои оценки. Компетентные, свои, можно сказать. объективные, да. Объективные. Да, и на параллельном ковре красивый бросок в исполнении Арчина Кендиенова Республики Алтай. Да, и тут все еще рассматривают, да, вот челлендж, действия. Нам показывают борцов, стоят, волнуются. Руслан Гаджиев, Адель Халиков, Московская область и Республика Татарстан. Счет у нас стоит 3-5. И ждем решения судейской коллегии. Да, и говорят, челлендж проигран, и дополнительно дают балл Аделю Халикову. Да, 3-6 счет у нас. Да, и продолжается борьба у нас. Минута 43 остается. И вперед у нас выходит Адель Халиков, да, Республики Татарстан. И сразу Руслан Гаджиев. Так, разозлился, да, можно сказать. Начинает борьбу. Да, Руслан Гаджиев очень активно ищет борьбу, захват. Да, ребята вот за пальцы друг с друга, с обеих сторон. Да, Адель Халиков, вот ему не нужно, да, уходить, наверное, в глухую защиту. Да, с его стороны кричат: Адель, работай. Это тоже очень коварно. Может сыграть злую шутку, уход в глухую защиту. Да, времени, по идее, нормально, но ребята вот как сразу после свистка начинают очень такую активные такие действия сразу же. Но тем не менее времени 35 секунд остается. Руслану Гаджиеву надо уже какие-то действия такие активные. Один хороший 4-бальный такой амплитудный Да, бросок. Дает словесное предупреждение рефери Сергей Семенов. Победа держал Арчен Кендиенов. Алтайская республика. На соседнем ковре Арчин Кендиенов победил со счетом 8-8, да, минимальный отрыв. И стал обладателем бронзовой награды. Да, и тут у нас срыв. 15 секунд остается до конца схватки. Да, Руслан Гаджиев атакует, отчаянно вот бросается. Игорь Алексеев, Республика Татарстан. Можно сказать, что Руслан Гаджиев в первом периоде вел, да, схватку такую. Да, и Спокойно себя вел. да, и поздравляем Аделя Халикова с чемпионством весовой категории 60 килограмм. Завоеванием путевки, да, на взрослый чемпионат России. Да, Адель Поздравляем Халиков. Республику Татарстан. Да, молодец, Адель Халиков. Сейчас перед вами, да, повтор данной схватки тоже будет. Самых лучших и красивых моментов схватки. Да, Да, и вот. накат от Руслана Гаджиева. Да, характер свой показал, свою силу воли, стремление к победе, да, можно сказать. И вытащил схватку. И сейчас на ковер выходит 63 килограмма Андрей Тапхаров из Иркутской области. Иркутской области и Улу Макзатбек, Республика Саха-Якутия. Да, вот сейчас, наверное, удивились, да, наши телезрители. Улу Макзатбек,
Республика Саха-Якутия. Айтал, вкратце, пожалуйста, расскажи, это откуда человек такой у нас в Да, Улу республике? Макзатбек у нас из братской республики Кыргызстан. Он сейчас проходит обучение в Северо-Восточном федеральном университете, Институте физической культуры и спорта. И он, даже если вот иностранный студент, да, он может представлять свое учебное заведение на чемпионате России Да. среди студентов. И вот Улу Макзатбек является мастером спорта по данной дисциплине. И вот в его углу очень такие наши тоже видные, да, тренера, можно сказать. Главный тренер сборной Матвей Матвеевич Матвеев. Матвей Матвеевич, Да, и Христофор Потапов, тоже такой наш молодой тренер, да, по греко-римской борьбе. С техническим преимуществом победу одержал Виталий Кулиснев. Пермский край и становится обладателем бронзовой медали. На ковера приглашаются Николай Архаев, Иркутская область, Нарик Акасян, Московская область. да, нас ожидает очень равная борьба. Я вот наблюдал в утешительных поединках Андрея Тапхарова, показал характер. До конца тоже борется. Ну, сейчас посмотрим. Да, станем свидетелями, можно сказать, очень такой хорошей, открытой и вязкой борьбы. Конкурентной борьбы, Да. да? На ковера приглашаются Николай Гордеев, Иркутская область, Нарик Акасян, Московская область. Да, борцы зашли на ковер, пожали руки, и начинается схватка за бронзу в весовой категории до 63 килограммов. Да, болеем за Макзатбека, да? Обязательно, можно сказать, болеем за Улу Макзатбека. Ну вот, как Айтал сказал, он уже наш, да, можно сказать, тренируется в спорткомплексе. О, Видим, как такой 5 баллов, да, амплитудный дают бросок, оценку. пятибалльный от Андрея Тапхарова. И держит в опасном положении. О, тут уже Да, и тут, очень наверное, не вообще, упустит, да? да. Захват такой очень плотный. Да, сколько минут, секунд, можно сказать, да, прошло. Да. Ну тут фиксации такой нету, да, как видим. Да, еще фиксации нету. Да, Да. как вчера нам вот Айтал пояснил, 2 лопатки очень хорошо должны быть на земле, да, на ковре, можно сказать. Тут пока фиксации не видно. Да. Да, и вот... Да, и сразу после второй фиксации. И поздравляем Андрея Тапхарова, как эмоционально отпраздновал. Да, за считанные до секунды зашел, осуществил очень такой красивый бросок и чисто технически одержал победу. Ну, тут видим, Улу Макзатбек очень эмоционально так воспринял поражение, да? Да, Ну, ну, конечно. не ожидал, наверное, Да, да, не не ожидал. ожидал такого броска. Неожидаемо вообще так было. Ну, сейчас, по крайней мере, будем смотреть повтор, да? Обязательно. Уважаемые телезрители, тоже, если кто упустил такой момент, потому что такое бывает, да, можно сказать, вот перед телевизором сидишь, хотел попить, да, можно сказать, водички или чайку, а тут уже сразу за доли секунды такой бросок. Сейчас вот, да, перед вами бросок. Опа! Бедро, да? Очень своеобразно так исполнил. Вроде с одной стороны держал, потом на вторую Да, перевел. обманул, Да, можно сказать. В одну сторону дернул и во вторую исполнил. Да, и вот празднование Андрея Тапхарова с бронзовой медалью чемпионата России среди студентов в весе до 63 килограммов. Да, и сразу же переходим к следующей схватке. Финальная схватка, да? Да, финальная 63 схватка. килограмма. С красного угла у нас выйдет представитель Псковской области Январ Аллахьяров. И с синего угла представитель Республики Мордовия Архип Пизин. Да, финальная схватка.
Январ Аллахьяров и Архип Пизин. Ну вот очень такая знакомая фамилия у борца в красном трико. Да, есть такой борец, тоже Анвар Авахьяров, тоже один из лидеров сборной России. Да, Анвар и Январ, да, может как-то Да. очень такие, возможно, даже родственниками могут являться. Ну и, возможно, мы ошибаемся, но тем не менее Январ Аллахьяров. Ну, очень точно такие, однофамильцы. Да. И имя у них, да, тоже такое похожее, Да. можно сказать, аналогичное. Ну и, как говорится, 30 секунд уже пролетели незаметно. Да, мы вот обсуждали Авахьярова и не заметили даже, да, как Да, и прошло. вот издалека, если смотреть, да, на флаг Республики Мордовия, да, оно чем-то смахивает на флаг Хорватии, да, как Да, государство, да. Хорватии, На Хорватии очень похож флаг, да. но доли секунды показалось мне так. Ну, очень много, по идее, таких субъектов, да, которые похожи на флаги других государств. Такие тоже бывают моменты. Да. Потому что элементы-то все одинаковые, можно сказать. Да, конечно. области становится обладателем бронзовой медали. Да, и у нас пока очень равная борьба. Минута 10 уже прошло. До 77 килограммов. Поединок за третье место. Руслан Новгородов. Да, очень быстро время пролетело. И Ставят в партер Анвара да, ставят Авахьярова, партер. Январа Авахьярова, извиняюсь. И сейчас посмотрим, что же сделает Архип Пизин. Да, вот включает руки. И сейчас поднимет, не поднимет. Опа, накат. Опа, О, 2 балла и как очень отрывает, хорошо. да, от ковра. Через мостик, да, очень Да, хорошо, через мостик. как по учебнику сделал. 3-0 тут- счет. Но тут уже Январ защищается. Да. Заработал свои нужные баллы, можно сказать. Архип Пизин, спортсмен, представляющий Республику Мордовия. И схватка продолжается уже в стойке. Да, вот Республика Мордовия, в ней, в этом регионе очень развита греко-римская борьба, так же, как и в Новосибирской области, да. Ну и вообще греко-римская борьба сейчас в России, наверное, по популярности уже как и вольная борьба, Да. наверное. Да, тоже на подъеме. Очень такой развитая дисциплина борьбы, можно сказать. Да, до конца первого периода встречи остается 40 секунд. И Опа! попытка броска от Январа Авахьярова. И второй раз тоже руку захватил и очень тоже Да, и амплитудный без бросок оценки, чуть да, не без сделал. оценки. Да, без Очень- оценки. Но действия такие очень опасные и хорошие были. Тут Да, и челлендж. челлендж со стороны Январа Авахьярова. Да, наверное, за амплитуду будут просить баллы, да? Да, Бауза. Вот я думаю, за первую попытку. Да, за первую попытку. Возможно, дадут, возможно и нет. Но сейчас, тем не менее, будем следить за работой судейского корпуса, судейской коллегии. И да, вот на параллельном ковре идет борьба Руслан Новгородов и Айдар Шамсуддинов, борцы из республик, из Хабаровского края и Тюменской области. Да, на соседнем ковре у нас борются только за третье места. А на этом ковре у нас и за третье, и за чемпионство в сегодняшнем. Да. В третьем дне, да, заключительном дне чемпионата России. Да, спортсмены в ожидании. Время для отдыха, да, можно сказать. Восстановление сил. Незапланированный отдых. Да, такой. незапланированный отдых. Ну и отсюда как будто Архип Пизин вообще как будто не устал, да, можно сказать. Да, Но ну, это только визуально. да, ну оба борца очень собранно, вышли настроены на финал. Не хотят, наверное, показывать, да, что Да. устал своему сопернику все равно. Это дает повод же, наверное, уже. Да, все равно конкуренция каждую секунду уже. Да, это такое время, так, ожидание, да, очень утомляет и с двух сторон. И нас тоже, включая в том числе, Да, нас тоже и- утомляет время ожидания.
А тем временем на соседнем ковре очень такая тоже яркая схватка идет. Счет минимальный. С синего угла Айдар Шамсудинов. Тюменская область ведет схватку в борьбе с Русланом Новгородовым с Хабаровского края. Да, и вот в таких перерывах незапланированных вот ребята очень сильно остывают уже. Да, вся разминочная такая работа пропадает, да, можно сказать. Да, и сбивается темп схватки, это может, ну, не так, ну, негативно, да, сказаться на борце, который вот ведет борьбу. Он так настроился, Да, учился и может сейчас вот потерять свой темп такой. да, ну это безусловно. Но напротив, да, для того, кто проигрывает схватку, это шанс Да, вернуть в свою пользу схватку. Ну что-то очень долго смотрят там повтор. Чисто технические моменты, да, можно сказать. вот, да, наблюдают наши Николай Дмитриевич Николаев, да, Вячеслав Александрович Кривошапкин. главный судья, Да. и ждем их решения. кандидата в мастера спорта, студент Института физической культуры Тюменского государственного университета, тренер Сагитули Ильницкий, ковер А. Да, тут раз за разом, по-моему, главные судьи, да, сегодняшнего чемпионата смотрят. Да, ну очень много, конечно, спорных моментов, но можно их понять тоже. Схватка Да. уже за медаль и напряжение. Да, и вот, Айтал, у меня такой вопрос. В национальной нашей борьбе включили же, да, вот, допустим, если ты бросаешь челлендж, то за это платишь, да, определенную такую сумму. Да. И вот это как можно? Ну, как ты на это смотришь, как представитель вот Ну, спортивной борьбы тоже? ну, с одной стороны, да, это останавливает, как сказать, не просто так уже будут кидать. Мгм. Да, вот повод, да, видят повод там малейший, да, неявное, Да, да, а просто малейший повод, и в этот момент они уже не будут бросать. да. Да, и тут, Это один момент, да, можно да, сказать. а с другой стороны посмотреть, это тоже, ну, как бы 50 на 50, да. Не у всех есть, да, наверное, там те же 500 рублей, Да, да. Если ты даже прав и вот кидаешь челлендж, но если у тебя нету этих денег, ты, ну, не можешь, да, вот проигрываешь этот момент, тоже как-то неправильно. Ну, это лично мое мнение, 50 да. на 50. Ну, там, если ты уверен, то надо кидать, да, потому что Да, если ты выиграл челлендж, тогда тебе возвращают твою сумму, а если да, нет, то остается у судейской да, коллеги. Ну, это тоже работа же, да, очень да. трудная работа, трудоемкая. И, да, схватка наша продолжается. Тут, по-моему, Не, выигран челлендж, да, да, 2-3. 2-3, Да, тут срыв. да. Январу Аллахярову дают его заветные 2 балла. Ну, за амплитуду, видимо, да, оценили. Да. И у нас 5 секунд остается, счет 2-3, равная борьба, конкурентная. И вот только что вот тоже обсудили же, да, только что ребята отдохнули и сразу же на отдых. Да, Схватка с очень такой большой временной пространством. Так, отдых получился. Ребята сначала отдохнули пару минут по челленджу, а сейчас у них 30 секунд, да. 30-секундный отдых между периодами. Да, официальные 30 Да, это секунд. официально. А как ты считаешь, если бы в спортивной борьбе ввели какое-то ограничение вот по киданию челленджей, то как бы это выглядело бы, думаешь? Я думаю, это бы не понравилось большинству регионов. Ну, Да, не только в финансовой части, да, можно да. как-то, допустим, есть за схватку, можно кидать пару челленджей, немного так. Да, ну да, Бывает, такие ограничения можно, конечно, ввести. да, потому что за схватку же бывает очень много челленджей Да, кидают, и да, схватка, шестиминутная схватка растягивается вплоть до 20-минутно. да, это очень сильно растягивается. И Да, бывает такое, что даже перерастают в очень большие разборки, серьезные. да. Да. Конечно, чтобы, как сказать, профилактировать, да, такие действия, можно Да. ввести какие-нибудь такие изменения. Ограничения, Да. да. Да, и хотят предупреждать, вот, да, и Пизина, из Бал. синего угла, и дают балл Январу Вахьярову.
Счет у нас 3-3, и уже по качеству побеждает борец с красного угла. И ему дается возможность поработать в партере уже. Да, вот настроились ребята и ждем активных действий со стороны, наверное, уже с красного угла, да, Январа Алахьярова. Опа! Ну-ка, тут захват какой-то Да, такой прорисовывается, да. да, фантастический, да, какой-то. Да, с обратного пояса это, да, это фирменный бросок вот Романа Власова. Да, захват очень такой, смотрите, плотный. Да, и вот тоже руку тоже, да, взял. Да, руку взял, хочет положить на лопатки. Январ Алахьяров. Тут два, ну да, тут 2 балла уже. Да, и опасное положение еще держал. 5-3 счет, остается 1,5 минуты до окончания. Да, с одного положения очень И такие, да, да, стойку поднимают. Видимо, очень долго в партере время провели. да. Да, счет 5-3. Времени остается ровно 1,5 минуты. Да, еще есть время. Счет не такой уж и отрывный, можно сказать. Ну, напомним, да, уважаемые телезрители, это идет схватка за чемпионство в весовой категории до 63 килограммов в дисциплине спортивная борьба, греко-римская борьба. Опа! Да, нырок от Анвара. Да, очень такой Январа, хороший, да. хороший нырок. Январ, Анвар. Да. Да, извините, да, Да, дорогие зря, телезрители. зря мы вот это имя вспомнили, да, Анвара Алахьярова. И сейчас у нас путаница какая-то происходит все равно. Да, 55 секунд, счет 5-3. Да, на соседнем ковре тоже очень долгая схватка, да, видимо. Руслан Да, Новгородов Руслан и Новгородов Айдар Шамсудинов. Они же еще до этой схватки Да, до этой продолжали, схватки да? боролись уже. Счет 5-1 на том ковре. И считанные секунды остаются. Ну тут, наверное, уже победу в весовой категории до 77 килограмм бронзовой. Обладателем бронзовой медали становится Айдар Шамсудинов из Тюменской области. Да, поздравляем Тюменскую область с завоеванием бронзовой медали. Да, в это время у нас остается пару секунд до конца схватки, финальной схватки весовой Да, и категории Архип до Пизин, 63. да, сейчас вот проигрывает, и у него еще есть время для прохода. Да, в принципе, тут 2 балла только оставалось заработать, но нет, все попытки тщетны. Да. И поздравляем, да, Январа Алахьярова с завоеванием золотой медали. Одерживает победу со счетом 5-3. Псковская область. Январ Аллахьяров, Псковская область. И становится обладателем золотой медали. Да, и у нас следующая весовая категория. Вес 67 килограмм и схватка за 3-е место. Сергей Чочиев, Республика Хакасия. И Сережа Диванян, да? Да, написано? Московская область. Да, Сережа Диванян, Московская область. Ну, это вполне закономерно, поскольку ну, это по фамилии можно тоже определить, что он является по национальности армянином, да, наверное. И у них имена такие бывают же. Да. Володя, да, Сережа. Володя, Да. Сережа, да. И можно также определить, что имя тут написано корректно. Сережа Деланян, синий угол, Московская область. И Да, Сергей и тут Чачиев. что-то случилось с Сережей Диваняном. Почему-то... Да, почему-то он очень так мягко борется. Отказывается от отказ борьбы. от схватки. Да, у него что-то случилось сразу же. Да, он руку за бедро. Да, и поздравляем Сергея Чочиева с Республики Хакасия с завоеванием бронзовой медали. Да, но тут, наверное, по самочувствию хотел определиться, да, борец синего угла вышел, а там уже как-то по ходу схватки. Да, если не будет сильно беспокоить, то проборюсь, подумал, наверное, да? Да, вот. Да, и сразу же вспомним, С да, ребром, наверное. Бувайсара Сайтиева, как он в 2003 году с разбитым лицом отборолся в финале. Да, у него тогда вообще очень страшная травма была. Да. И я видел его интервью, он пришел утром, да, и на разминку и ничего не кушал, и
подумал так, если сейчас я сделаю кувырок Да. и не упаду, то я проведу схватку. Да, да, Он да, сделал кувырок, все нормально и провел схватку. да. Да, и выиграл. Да, и выиграл. И врачи после этого ему говорили, что он буквально рисковал жизнью. Да, Да, вот так и рождаются легенды, да, да. становятся трехкратными олимпийскими чемпионами. Да, несомненно, Ойсар Хамидович Сайтиев является легендой спортивной борьбы, не только, наверное, вольной, да, все Да, любители все- борьбы, Да, мирового спорта, да, Да. во всем мире, можно сказать. вне зависимости от стилей борьбы и вообще от спортивных дисциплин, все, наверное, уважают. Так, Сакал, и это вообще легенда спорта Ойсар Хамидович Сайтиев. Да, и у нас финальная схватка в весе 67 килограмм. Муслим Исаев, Псковская область, и Максим Скуратов, город Самара, да? Да, Кажется. Самарская область. Самарская область, да. Будем говорить по областям и по региональным характерам, да, можно сказать, потому что мы-то не в курсе, какой город они представляют из этой области, наверное, да? Да. Потому что области у нас большие, это и Татарстан, это и Калининград. Возможно, у них образовательные учреждения находятся не в столице данного региона. Да, и работает в партере сейчас Максим Скуратов из Самарской Опа! области и накатывает. 2 балла дают оценку. И сам И же сразу балл. отдает балл. Счет у нас 3-1. Нет, тут, наверное, уход. А, нет. Да, ну тут чуть по-другому, да, наверное, в греко-римской борьбе. Нет, тут он как-то, можно сказать, Технично, да? схитрил, да, можно Да. сказать, потому что он не ушел за ковер, а он приполз, можно сказать, Да, к возле, краю, и возле ковра остановился, да, а боролись. там уже по этому действию Муслима Исаева вышли за ковер, можно сказать, в партере. Да, и счет в пользу Максима Скуратова из Самарской области 3-1. Да, времени достаточно много, счет такой минимальный. Ну вот, мы увидели в греко-римской борьбе, что счет у них вообще очень такой, даже 6-2 там, уже скользкий счет, да, бывает. Да, конечно. Пятибальные броски мы вот видим очень часто уже. 2-3 броска точно было Да. на сегодняшний день. Очень красивые такие амплитудные броски. Мы стали свидетелями таких бросков сегодня. Да, и Муслим Исаев, и Максим Скуратов, они очень заряжены. На кону чемпионство. Повышенная стипендия, да, наверное? Ну, это 100%, Да. наверное. Потому что они тут Уже в финале, да? да, в первую очередь защищают честь образовательного учреждения. Да. Да, и атакует Максим Скуратов, несмотря на то, что ведет. Ну, если тут углубляться, да, вообще вот по итогам данных соревнований, то можно всякие еще дополнительные такие похвалу получить, да. Может быть, там внутри, не знаю, закрытие сессии, да, автомат может кому-то поставить Да, по конечно. какой-то дисциплине, не говоря о стипендии. Да. Положительных фишек очень Да, много. очень много, конечно. Индивидуальный график, да? Да. И вот отрадно, что спортсменов постоянно поддерживают такие образовательные учреждения. У нас всецело поддерживают во всех 3 наших вузах. И самая, наверное, большая поддержка — это в Чураптинском госинституте физкультуры и спорта, наверное, да? Да, там Самая такая большая. именно вот направление спорта института, да? Да, именно спорт. Ну, напомним, Северо-Восточный федеральный университет у нас не только по спорту Да. является, да, лидером среди образовательных учреждений, оно и по науке, и по общественным направлениям тоже. Медицина, да, Да, у нас медицина. тоже таких передовых. Да, очень большой охват у Северо-Восточного федерального университета. И вот агротехнологический университет у нас тоже в спорте очень так помогает нашим спортсменам. Очень много там представителей. Ну, ранее вообще наименование у него было ЕГСХ. В то время очень много у них спортсменов было. Да, там очень всецело поддерживали вольную борьбу. Очень много выездов было. Очень, ну, да, очень сильно поддерживали, одним Да, кстати, словом. и еще есть же, по-моему, какой-то всероссийский турнир, да, среди... Сельских вузов. Да, сельских вузов, да. Да, чемпионат России среди сельских вузов. Да. Там тоже финалисты получают, если не ошибаюсь, путевку на чемпионат России основной.
Да, да. Да, и между тем у нас схватка вот продолжается. Ребята очень активно борются. Уже половина схватки завершена, можно сказать. И да, 2 минуты 30 остается. и дают балл за активность Муслиму Исаеву. И сейчас он будет работать в партере. Да, ставят в партер. Арбитром ковра у нас работает наш арбитр. И в шутку ее называют, да, самая харизматичная, самая красивая арбитр на В Дальнем Востоке, Да. и включая Россию, да. Да. Наша Виктория Барашкова, мастер спорта России по вольной борьбе. Тоже очень многое, наверное, отдала себя этому виду спорта. И вот судит она схватку. Да, и О, да, 4 4 балла, балла, наверное, Муслима Исаева. Да, и вот видим, как он до конца отработал, не остановился. Видим у Максима Скуратова рассечение, да? Да, немного рассечения, кровь. Да, тут потребуется помощь врача. Да, видим рассечение. Тут дается время, вот, если кровь идет. Да, тут На ковер приглашается Да, вот вмешивается, да. 4 минуты дают, если кровь идет. 97 килограмм. Интересно. Да. Тоже я первый раз я такое вижу. Да, и ну, Интересно, а если за 4 минуты не перестанет, допустим, идти кровь, не восстановится, Снимается. снимается, да? да. А, Вы помните, как Ануар Гедуев, да? Вот На Олимпиаде, в да. Рио-де-Жанейро у него не могли, да, там остановить у него Да. кровь. И вообще полностью закрыли ему глаза, можно Да. сказать. Вообще перевязали всю голову, да? Да, Там и дышать, он говорил, было трудно, и, ну, вообще, климат там-то тоже какой-то резкий, наверное. конечно, да, в Бразилии, Рио-де-Жанейро да. такой... С своеобразным таким климатом, да, Да. государство. влажный такой климат, морской Да. еще. Да, и И тут пассив дают борцу из красного угла. счет 6-3. О, тем временем на том ковре тоже каскад приемов показывают ребята. Там уже Да, вес и такой большой, да? Да, счет нет, 0-2. Да, вес 97 килограмм. Да, ребята уже такие здоровые Да, вышли. тяжи, да. Да, и возвращаемся в наш ковер. Да, 6-3 счет. Максим Скуратов сейчас на верхней позиции партера. да, и вот до конца ищет, хочет сделать и поднимает. Да, очень такой. Да, и вот грамотно видим, как Муслим Исаев. Можно, наверное, Да. накатить. Да, тут не Да, получилось. видели, как, да, Муслим Исаев грамотно защищался, ноги вот, ну вот под Максимом, да, был, Да. под борцом и не дал себя провести. Времени остается минута и пару секунд буквально. Счет 6-3. Ведет схватку Муслим Исаев. Да, еще минута, 55 секунд остается. Да, 50 секунд до выявления победителя весовой категории до 67 килограммов. Да, вот очень ребята бескомпромиссно ведут борьбу, ищут положение, ищут захваты. На том ковре ввиду повышения, да, можно сказать, весовой категории, ковер аж вот так, такой звук издает, да, слышно, большой. да, помост, да? Да, слышно. помост слышно. Каждый шаг и каждые такие активные действия очень. Да, там уже богатыри вышли, можно сказать. Да. И по двум коврам у нас два арбитра девушек, да, судят данные встречи. Да, 5 секунд остается. 3, 2, 1. И поздравляем Муслима Исаева с чемпионством весовой категории 67 килограмм. Псковская область. Победу одержал Да, Муслим Исаев, обладатель чемпионского звания весовой категории до 67 килограммов. Ну, у нас еще есть, да, очень много схваток впереди. И в том числе схваток наших спортсменов, да, пару. Финал. на ковре Да, и
Следующее, ну вот видим, да, повтор данной схватки Муслима Исаева и Максима Скуратова. 2 килограмма. Приглашаются Кирилл Мальцев, Нижегородская Да, область, приглашаются на ковер Константин Кирилл Мальцев, Крючков, Нижнегородская область, и Псковская область. Константин Крючков, Псковская область. Да, это уже 72 килограмма. Кирилл Мальцев, Константин Крючков, представители Центральной России. Да, и начинается схватка. Да, за бронзу схватка в весовой категории до 72 килограммов. Кирилл Мальцев и Константин Крючков. Да, вот здоровые уже ребята, несмотря на 72 килограмма, такие уже крепкие ребята вошли на Да, ковер. ну мы определили с тобой, что это относится к средней да, весовой Да. категории, потому что тут и 130, и 97, и 87, и Да. 82 килограмма, а вот средний вес у них, да, в греко-римской борьбе 72 и 77 Да, если килограммов. считать, то тут 10 килограммов, 10 весовых категорий же, да? Да, 55, 60. Ну да, вот 72, 77, вот самые такие да, средние. средние, да, весовые категории. А уже, наверное, к более тяжелым весовым, это вот только что названные 130, 97, 87 и 82. Да, 130 это уже, да, супер, наверное, Да, да? супер тяжи. Да, супер тяжелая категория. Да, в вольной борьбе 125, а здесь на 5 килограмм выше 130 килограмм. Да, вот счет Да, и 1-0 и видим активные действия со стороны Кирилла Мальцева. Что вот интересно, такой захват уже взял, да? да. Опа, Опа! оу! И оборвался захват. Да, ну если бы не оборвался, то могли бы стать свидетелями очень такого яркого, красивого броска. Амплитудного броска. Да, И сразу Кирилл Мальцев работает. да, времени достаточно. До конца первого периода полторы буквально минуты остается. Да, счет у нас пока 1-0. Самый минимальный счет. После этой схватки выйдут, как уже говорили, ну, сначала за третье, потом финалы. И вот так ориентируйтесь, уважаемые телезрители. Вот, допустим, сейчас за бронзу в весе до 72, и после этого сразу за первое место 72, потом идет 77 килограмм за третье, потом финал. И вот таким методом, да, можно сказать, пройдут Да. схватки до 130 килограммов. Вот, по 2 схватки в каждой весовой категории. Да, и все бронзы там уже практически уже Да, отборолись. на соседнем ковре, да, отборолись практически. И у нас остается только вот наш ковер, да. А, нет, там завершили, да, можно сказать? Да, уже все завершили. Да. Остается только наш ковер, где мы ведем трансляцию. Да. Вот представьте, если бы все, да, схватки проходили на ковре Б, то это уже очень долгие схватки были бы. Наверное, до утра сидели бы, Да. наверное. Ну вот, если честно, да, если быть откровенным, я не ожидал такого большого количества участников именно вот в последний день вот этого чемпионата. Да, я вчера, когда изучал вот сетку, да, Мгм. участников, удивился, что Очень в много, да? да, в каждой весовой категории, да, ну вот хорошее, да, прямо количество участников. И тоже очень много Конкуренции, регионов, да? да, конкуренция большая. И наши ребята из Республики Саха-Якутия почти в каждой весовой категории тоже есть. А ребята то вот из вольной борьбы тоже, да, вот поддержать сборную по греко-римской тоже Да. вошли. И вот напомним, что, ну, мы уже сказали, что третий день, да, чемпионата. В первый день у нас в активе сборной республики 10 медалей было. Один чемпион был, да, и 9 бронзовых наград. Во второй день у нас 4 медали было. И в общей сложности сейчас в активе сборной республики 14 медалей. Да, это очень серьезная заявка. Да, 10 бронзовых, 2 золотых и 1 серебряная. И плюс дополнительно можно посчитать, да, медаль нашего Харысхана Бапагая, который Да. борется за Осетию. Тоже золото, Да, да? тоже золото.
3 золота на сегодняшний день, можно сказать, в активе сборной республики. Да, и дают балл за активность Константину Крючкову из Псковской области. Да, и тут же сразу чаша весов, да, наклонилась в пользу Крючкова Константина. И он стал вести схватку по последнему такому действию. Ну, не действию, а по последней оценке, да. Так, работа в партере. Да, вот бывали моменты, да, когда я сам тренировался, мы делали упражнения из греко-римской борьбы. И вообще мы очень сильно уставали от пару упражнений, да, буквально вот простых из греко-римской борьбы. И удивлялись, как они так борются вот, да, всю схватку. Ага, да, уважаемые телезрители, нам только что проинформировали наши коллеги, что все бронзовые схватки после этой схватки, да, будут перенесены на ковер А, и мы станем свидетелями только финальных схваток, чемпионских схваток, да, можно сказать, после этой схватки. После этой схватки выйдут финал 72, Камиль Ахметвалеев и Ислам Казмахов, и после этого уже пройдут 77 финал, 82 финал, 87 финал, 97 и 130 килограммов. Ну, Да. схватки, да, сразу же меньше стало схваток. Да, 6 схваток на нашем ковре вот осталось тогда, Да, получается. И все финалы. Да, и тут очень равная борьба. Мальцева и Крючкова. 1-1 счет. На кону бронзовая медаль. Ну, очень активно работает Кирилл Мальцев. Ищет борьбу. Вот нагружает все время голову, ищет захват. минута остается до конца схватки. Счет вообще минимальный, 1-1. Будем ждать каких-либо действий со стороны обеих спортсменов. Все-таки нужен какой-то активный такой. Да, но тут надо Красивый показывать Кириллу Мальцеву активность. На ковре А Да, он что-то пассивно, да, борется. Да. начинаются финальные поединки за третье место. Весовой категории до 77 килограммов на ковер А приглашаются Георгий Катичев, Республика Северная Осетия, Алания. И остается 25 секунд до конца схватки. Счет неизменный 1-1. Да, тут спортсмены 15 секунд. пока никаких таких больших Да, и таких действий. начинаются, можно сказать, чемпионские секунды. Вот Да. последние 10 секунд. Да, Кириллу Мальцеву. Да, и вот... Оба! Такой Оба! И 4 балла! видели, как он рискнул. За пару показал секунд до характер, конца да. схватки, да. Очень красивое такое действие сделал Да, Кирилл Мальцев. развернулся красиво и, да, вот. Как будто ждал только этого и момента, да, можно сказать. Да, готовил всю схватку и так красиво Да. ее закончил. Заслуженная победа Да. борца в синем, в красном трико Кирилла Мальцева из Нижнегородской области. Поздравляем Нижнегородскую область, образовательное высшее учреждение, которое представляет борец. И такую волевую, да, победу. Да, волевая рабочая победа. Да. Поздравляем. И у нас следующая схватка. Повтор схватки Кирилла Мальцева и Константина Крючкова. Да, вот сейчас станем свидетелями именно того самого вот финального броска. Вот видите, Да, полупрогиб, да? да, полупрогиб. Да, и у нас следующая схватка в весовой категории 77 килограммов, да, а не 72. 72 килограмма. Камиль Ахмедвалиев, да, Самарская область. И Ислам Казмахов, Московская область. Да, вот визуально я вижу, что за бронзу, которые боролись ребята, чуть, да, побольше. Вот этих ребят как будто, или мне так кажется, антропометрия у схватки за бронзу была как будто больше, а эти ребята как будто, ну, вес на одну весовую меньше, как будто мне кажется. Да, ну, более техничные получается, Да, да? Более мощнее, техничнее, наверное.
Да, и начинается схватка. Тоже у Камиля Ахметвалиева какая-то, да, Да, интересная... сразу же захватывает голову, забирает голову с рукой. Да, представители Самарской области и Московской области. Да, уже прошли 30 секунд. Да, и вот вяжет руку Ислам Казмахов из Московской области. Да, мне кажется, что эта схватка очень такая тоже яркая будет. Но, по крайней мере, надеемся на такую Да, схватку. да, вот оба очень техничных борца, сразу видно. Да, ищут положение, ищут... Мастеровитый. О, Во! о, Да, и почти кочерга, да? Да, тут за амплитуду не дали, да? Да. Ну, должны тут дать, я думаю. Но нет, не дали. Мгм. И вот опасный. О, 2 балла. Тут 2 балла Борцов в получает красном трико. Камиль Ахметвалиев. Да, ребята очень продемонстрировали такие опасные моменты, красивые Да, такие и- действия. Итог этого 2 балла в активе Камиля Ахметвалиева. Да, очень напряженные такие моменты. Опа! Да, и сразу забирает голову. Захват такой очень Да, плотный. Ислам Казмахов. Опа. И да, заступил за ковер, так досадно чуть-чуть. И бал Ахметвалиеву. Ребята столкнулись немного. Ну, такое бывает, да? Да, вот у борца в синем трико, в красном трико у Камиля Ахметвалиева как будто, да, трико сборной либо Чеченской Республики, либо Республики Татарстан, да, как будто Да, по цветовой гамме можно посмотреть. да, да, да. Там у него, да, на груди какая-то символика. Там флаг России, по-моему, и дополнительно какая-то... Да. Да, напряженная схватка Да, продолжается. остается минута. Ну, это, я думаю, Ислам Казмахов просто так, наверное, не отдаст эту схватку. Да, это точно, это точно. Вот руку очень хорошо забрал, но потом почему-то опустил. Да, очень интересный вид борьбы, да, на самом деле, греко-римская борьба. Ну, очень зрелищная, да, Да. получается. Я вот, если честно, вот впервые, да, смотрю и комментирую, наверное, этот вид борьбы, Да, да. несомненно, я тоже Да, и мне вот, впервые. да, и сразу я вот сижу в удивлении. Опа. Да, и сразу Камиль да. Ахметвалиев, видите, как нагло заходит, да, включает руки Тут... и всего лишь Оп. бал и придерживает своего Да, соперника. тут Да. очень дружелюбно отнесся Камиль Да, Ахметвалиев. да, уважение, да, превыше Да, всего. превыше всего уважение. Ну, тут невзначай можно, да, получить такую Да, травму, микротравму. нелепую травму, да, можно сказать. Так, первый период завершен. Счет 4-0. Ребята уходят на краткосрочный перерыв. Получайте советы такие важные от своих секундантов. Ну и самое главное, Да, вот видим передышать. Да? символику, там тигр, да, у Камиля Ахметвалиева. Да, вроде как тигр или рысь, да. Рысь, тигр, символика России. И да, вот сразу же тоже время передышки завершено. Ребята выходят на 3 минуты крайние. Да, и продолжается, начинается наша крайняя трехминутка. И сразу же обоюдный захват. Ну, я вот в основном, как вчера говорил, комментирую борьбу Хапсагай, да? И вот такое положение ног, как будто, ну, в преддверии какого-то такого красивого приема, да, с подсечкой, как будто, да.
Стою, да, Как будто готовит да, подсечку. Да? готовит подсечку. Можно, да, отсюда очень красивую подсечку оформить. Да. И вот у меня аж глаза щекочет, можно сказать. Почему не делает, Да, да? как почему бы, не делает? Да. Ну, если бы ты мне не подсказал, да, что в этой борьбе ноги не используют, то я так бы и остался в задумчивых таких мыслях, да. Почему ноги не используют? Да, и получает балл за активность Камиль Ахметвалиев. Да, счет уже становится 5-0. Да, уже потихонечку, но собрал, да, Да, солидный отрыв. маленькими, но верными шагами, можно сказать, Камиль Ахмедвалиев данное время до конца схватки 2 минуты 5 секунд ведет 5-0. Да. Но мы с вами только что заметили, что даже 5-0, да, наверное, очень скользкий счет. Да, вот предыдущая схватка это Да. показала. И работает, да, из последних сил Камиль. Да, хочет вот поднять. Да, и поднимает арбитр. Да, ничего не удалось сделать Камилю Ахмедвалееву. Да, и сразу же вот Камиль тоже заходит, несмотря на то, что ведет солидно 5-0, не останавливается, не дает дышать своему сопернику. Да, вяжут руки спортсмены оба. Никто, наверное, не хочет уступать ни миллиметра ковра, да. Опа. Да, вот видите, Да, времени еще полно. Минута 15 секунд остается. Опа. да, и, Да, и вытолкнул. да, зарабатывает еще один балл Камиль. Вытолкнул за ковер. Счет уже становится 6-0. Да, и заряжает, да, тренер Ислама Казмахова со Да. своего угла, мотивирует своего подопечного. Еще, говорит, времени полно, нужно Да, время работать. вагон, говорит. Да, опа! Тут уже опасное положение тоже со стороны Камиля Ахмедвалеева. Да, времени остается не так уж и много. Да, Да, еще- и еще раз выталкивает за ковер Камиль. да, вот тут очень эмоциональный тренер, можно сказать. Да, из Московской Да, области. Московской области. Ну, тут у него Российский университет спорта, мастерка, да. Это очень тоже такой большой университет с огромной, колоссальной поддержкой спорта университетского. С богатой историей, да? Да, с богатой историей. Да, и тут надо, Полминуты. да, попробовать Исламу Казмахову, да, попробовать поискать. Вот, и попытка броска, да. 5 И- баллов дали, что ли? Да, и туше, да. А, нет, 2 балла и туше, да? Да, и поздравляем Камиля Ахметвалиева с завоеванием золотой медали в весовой категории 72 килограмма. Да, очень такой яркий спортсмен, да? Да, несмотря на такой да, большой счет, ребята показали очень такую динамичную, равную борьбу. Да, и надеемся увидеть в дальнейшем Камиля Ахмедвалеева на взрослом чемпионате России, да, тоже с хорошим показателем. Вот тут, по идее, очень такой амплитудный бросок исполнил Ислам Казмахов, но не получилось довести до конца. Да, и вот повторы, как зарабатывал балл за баллом, да, можно сказать, Камиль Ахмедвалеев. Да, переходим уже к следующей схватке. Да, Давид Теблоев и Юнус Нурмагомедов. Да. Давид Теблоев, Московская область, и Юнус Юнус Нурмагомедов. Нурмагомедов, Республика Дагестан. Да, финальная схватка в весе до 77 килограммов. Тоже мы, как ранее уведомляли, да, сообщали. Весовая категория, в которой выигрывал Олимпиаду Роман Власов, да? Да, весовая категория Романа Власова. Да, и началась у нас схватка. Да, такие мощные, да, такие ребята зашли крепкие.
Да, и продолжается схватка. Да, и 40 секунд финальная. прошло. Да, и без оценки, да, судья не дает оценку. Оу, и попытка броска. Бал дают Давиду Теблоеву в Московской области. Да, вот и в финальных схватках, да, за Дани- бронзу, да. Это брат его, видимо, да? Да, Тоже с Даниэль и Московской Давид, области. да. Даниэль Теблоев. По-моему, он бронзу взял, да? Да, Даниэль Теблоев Да, бронзовый призер. получил. До 60 килограммов. Вот И братья сейчас, Колесник были, да? да, Да. очень много братьев также борются на чемпионате у нас. Да, бросили челлендж со стороны Республики Дагестан Юнуса Нурмагомедова. Да, и тоже время для судейской бригады, судейского корпуса, чтобы посмотреть действия и дать компетентную оценку одному из спортсменов. Да, видим повтор. Да, но тут вроде бы Нурмагомедов тоже заступил, да? Да, ну, тем не менее, будем ждать, наверное, компетентной оценки, да? Да, решение судей. Решение судей. Ну и тоже время для отдыха спортсменов. Схватка только 55 минут схватки прошло. Напомним, это финальная схватка в весе до 77 килограммов между Давидом Теблоевым из Московской области и Юнусом Нурмагомедовым из Республики Дагестан. Да, Тоже и фамилия звучная, да, Нурмагомедов. да. На И вот, ковре кстати, борется Алексей Ефимов, наш земляк. с Красноярского края, да? Да, с Красноярского края, студент Сибирского федерального университета. Но, к сожалению, пока проигрывает со счетом 6-0. Да, и перед вами еще раз показываю, Спорный момент, да? спорный момент, повтор. Тут, по-моему, с угла Юнуса Нурмагомедова челлендж бросили и говорили про какой-то Да, и вот разрыв слушаем захвата вроде. сейчас решение. Да, счет 2-0, челлендж проигран. Да, таково решение судейской коллегии. И сразу же такая активная борьба у нас. Да, сразу Юнус же Нур- ребята включаются в борьбу. Да. Да, такая контактная борьба. Да, Давид очень Теблоев, очень жесткая борьба. да. Тут еще с угла кричат, еще жестче давай, говорят представители из Республики Дагестан. Да, но тут Давид Теблоев тоже, кажется, из Республики Осетия, да? Да, Осетия, Дагестан, такая противостояние такое, да? да, двух ведущих субъектов, можно сказать, да. России, да. Да, Да, и Давид Теблоев очень атакует, да, держит вот напряжение. да, на кону чемпионства в очень такой престижной весовой Да, категории. 77 килограмм, очень конкурентная Опа! весовая категория в России. И мельница, да? Мельница в исполнении Юнуса Нурмагомедова. Да, 4 балла Да, арбитр такая- ковра дает. Да, ребята заряжены, без свистка начинают Да. борьбу. Конечно, на кону, как мы только что сказали, это чемпионство в самой престижной, Да, можно сказать, весовой Да, категории. конкурентный. Да, тут тоже в какой-то спорный момент судьи совещаются, да, но без челленджа, видимо, судьи совещаются между собой. Два балла дали. Да, 2 балла дали. Ну, неполноценный вроде, да, какой бросок? Ну да, там чуть-чуть так боком, да, получается. 2-2 счет. Но все же ведет Юнус Нурмагомедов, сравнял борьбу. Да, ребята как-то чуть утихомирили, да, свой пыл. Да, вот, чуть-чуть разве что Да, утихомирили. вот секунд 30 назад. Опа! Опа! И с двух сторон одновременно хотели бросить, да, как-то? Да, тут срыв дали.
Да, тут как-то непонятно. Вроде с двух сторон было действие. Да, счет неизменный, без оценки. Да, очень здоровые такие ребята, да? Да. Несмотря на то, что это средняя весовая категория. А что будет 130 килограмм, да? Очень похожие, да, вот братья Даниэль и Давид Теблоевы. Да, 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 Можно да, да. сказать, одно лицо. Да, одно лицо. Но по антропометрии, да. Весовой категория, да, разные. Да, вот замечание дают в угол, синий угол, потому что там очень много собралось болельщиков и тех, кому не все равно, да, на эту схватку. Эмоциональная схватка Да. такая идет. Да, и бау зарабатывает Юнус Нурмагомедов, выталкивает своего оппонента за ковер. Да, 30 секунд остается. До конца первого периода. Ну, мы не ошибемся, да, наверное, если скажем, что это тоже одна из самых ярких схваток сегодняшнего чемпионата. Да, очень самое. Ну, по эмоциям Да, это точно, по эмоциям это точно. Да, 10 секунд остается, счет 2-3. Да, счет 2-3. Да, первый период завершен. Да, впереди Юнус Нурмагомедов, Республика Дагестан. Да, видим вот. Да, видим с двух сторон вот очень много, да, вот товарищи по команде, тренера все подошли, советуют. Да, принципиальная такая встреча, Да, можно сказать, представителя Осетии, Алании и Республики Дагестан. Но в данной схватке Давид Теблоев, да, представляет Московскую область. да. Да, продолжается сейчас наша схватка. Крайняя трехминутка. Ребята пожали руки. Да, и начинается схватка. Да, и сразу же тоже ребята включаются в борьбу. Не хотят упускать ни одного, ни единого момента. Оба! И, Оба! да, Давид Теблоев, да, чуть да, упустил такой момент. Да, очень хорошо вывел соперника. Опа! Да, и попытка броска. И тут срыв, да? Да, срыв, Да, срыв по-моему, дают. без балла, без оценки. Да, с обеих сторон очень такая делегация, да, собралась, можно сказать. Да, вообще. Ну, по крайней мере, у стороны Давида Теблоева там очень много представителей Осетии, по-моему, стоят, и Московской области. Ну, тут балл и балл, по-моему, друг другу, да. По баллу, да? Бал Юнусу Нурмагомедову. Да. А, не, извините, бал Давиду Теблоеву, но все равно по предупреждениям ведет 3-3. Юнус Нурмагомедов. Да. Времени еще, по идее. Да, и тут мы находимся очень рядом с ковром, и с двух сторон очень Да. кричат эмоционально. Ну, по крайней мере, с нашей стороны, да, вот, синий угол рядом стоит. Да. Если бы мы сидели в стороне красного угла, то не менее такие громкие, наверное, высказывания слышали бы. Да, а вы представьте, что бы происходило, если бы это было в Москве, да, или Да. где-нибудь на Кавказе. Да, Я это тут вообще. взорвался бы зал, наверное. Опа! Да, и... Да, тут 2 балла дают Давиду Теблоеву. Да, тут со стороны. Потому что... Да, сейчас будем ждать решения судьи. Ребята, да, с горячей кровью, можно сказать, с Кавказской республики. Очень так, за каждый балл, да, стоят и выкрикивают. Принципиальная схватка Да, у нас. принципиальная схватка. И вот совещание судейского корпуса, можно сказать, идет. Но я вот, если не ошибаюсь, заметил, что Юнус Нурмагомедов чуть зацепил ногу. И вот из-за этого, кажется. А, Сейчас увидим на повторе. да, можно, пожалуйста, включить повтор. И обязательно тут Да, вот видите? И как-то тут... рукой за ногу, по-моему, взял, да? Да, тут что-то такое было. Нет, нет, ногой вот заблокировал. Сейчас А, видим. Коленом. Чук, как-то.
немного. Да, тут судейский корпус сейчас разберется, что, да, что, где и как, и объявят оценку. Арбитром ковра, напомню, работает мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта республики по национальной борьбе Сергей Семенов. Вот главный судья, да, чемпионата России подошел тоже к судейскому столу и дает какие-то рекомендации, да. Да, вот Без ногу, оценки, ногу да? показал же вроде. Да, вот дает предупреждение за то, что да, ногу зацепил все-таки, кажется. Да. 3-3 без оценки. Да, вот греко-римская борьба очень, наверное, травмоопасный, да, вид спорта. Да, потому 2 что- минуты, и вот ребята когда борются. Эмоционально очень. Аккуратно, ребята, аккуратно, просим вас. Да. Опа! Да, и попытка броска от Давида Теблоева. Да, с двух сторон очень бескомпромиссная Да. схватка идет. И сразу тоже Юнус Нурмагомедов тоже подныривает, но видим, как взял замок, да, Давид. И бау! Да, бау, Бартук Да, красный зарабатывает трико. Давид Теблоев, зарабатывает рабочий, да, можно сказать, бал. Да. Вырвал, можно сказать, бал. Но не будем расслабляться. И Да, схватка еще 1,5 продолжается. минуты. Да, очень много времени. Оказалось, как будто бы, да, 10 секунд осталось, и ребята ринулись в бой. Да, вот забирает голову, пытается забрать голову Юнус. Но очень закрыто борется Давид. Вот, на характере вот ребята борются. Последние, Да. вот, все эмоции отдают. Очень принципиальная, видимо, схватка тоже. Да, вот просит активность судья. 50 секунд остается. Да, кричат красный пассив. Юнус Нурмагомедов вообще можно ринулся в атаку. Да, но тут со стороны Давида Теблоева я как бы пассив не вижу. Он все равно находится в центре и борется. Да, вот, да, так такое. Но, тем не Да, менее, вот. за пальцы предупредили, Да, да? пока условный пассив. Да, Да, условный пассив. да, 30 секунд еще. 4-3. Да, ребята очень устали. Остается Да, меньше, на последних силах борются. да, меньше полминуты. 15 секунд остается. Да, Давид. Да, Юнус Опа! такой. О, Да, и два подловил балла. Давид. Да, видели, как подловил Давид. И, наверное, это, да, победные баллы. 6-3 счет. Да, но тем не менее будем ждать конца 6 схватки, секунд, наверное, да, 6 секунд еще осталось. да? Да, 6 секунд осталось. Да, и Юнус кидается, да. Нет, тут он ничего не стал Да. предпринимать. И поздравляем Давида Теблоева с этой очень трудовой и эмоциональной победой. Да, Да, очень в этой трудовая. принципиальной схватке. Очень трудовая победа. Да, молодец Давид. Поздравляем с завоеванием золотой медали. 77 килограмм. Давид Теблоев, Московская область. Да, видим. Да, очень такая яркая схватка прошла. Видим повтор, да, перед вами. Одной из самых таких ярких схваток заключительного дня чемпионата России. Да, и у нас следующая схватка. 82 килограмма. Гаргут Меджидли. Да, такая интересная фамилия. Мордовская республика. И Олег Морев. Морев, да? Да, Морев. Саранская область, да, получается? Да, Саранская. Республика Саранск, да, кажется? Нет, Саранская область. Саранская область, да, Да. извините. И Республика Мордовия. Гаргут Меджидли. Да, грузинская, да, кажется? как-то. Да. Да, вот видим. Да, и на том ковре вот ребята 97 килограмм, такие броски амплитудные уже показывают. Да, напомним, уважаемые телезрители, это вес 82 килограмма. Финальная схватка между Да, Гаргудом Меджидли и Олегом Моревым.
представителей Мордовии и Саранской области. Да, и начинается схватка. Пока с первых секунд активен Горгут Меджидли. Да, это уже, можно сказать, чуть побольше, да, весовая категория. Да. Только что ребята в 77 отборолись. И разница в весе 5 килограммов. Сейчас перед вами борьба за чемпионство в весе до 82 килограммов. Да. Да, и балл за активность присуждают борцу в красного угла Георгию Меджидли. Да, и в партер, да, ставят борцов. Да. И после этой схватки у нас еще 3 схватки будет, уважаемые телезрители. Это вес 87, 97 и 130 килограммов. В одной из схваток, которых выйдет бороться наш Да, вот видите, очень Никита Сафронов. да, интересное сейчас положение. Да, внимательно смотрим за действиями Да, борца в очень, красном. очень грамотно защищается Олег Морев, да? Опа! Да, и вытерпел Олег Морев, можно сказать. Начинается финальный поединок весовой категории до 130 килограммов. Да, вяжет руку Горгут Меджидли. Да, вяжет свою борьбу, навязывает свою борьбу. И на соседнем ковре у нас на схватку вышел, да, наш земляк Роман Нестеров в схватке за бронзу с Лапсаном Самбу из Красноярского края. Да, такая тюркская схватка, да? Да, наверное, можно по сказать. итогам схватки тоже вас проинформируем, кто что, кто сколько баллов взял, разрыв и так далее, и кто вышел победителем в данной схватке. Да, и остается минута до окончания первого периода. Ведет борьбу, да, выигрывает Горгут Меджидли со счетом 1-0. Остается 50 секунд. О, Да, и красивый бросок от Самбу Лапсана с Красноярского края. Нужно убегать Роману нет, Нестерову. там уже, по-моему, чисто Да. техническая победа. Да, замертво, да? Вообще? Да, с Красноярского края спортсмен Лапсан Самбу стал обладателем бронзовой награды в весе до 130 килограммов. И, между прочим, это его вторая медаль на данном чемпионате России. Да. Он стал бронзовым призером в тяжах в вольной борьбе и бронзовым призером в греко-римской борьбе. Да, удачная охота, да? Да, удачная охота. Белял Махов на минималках, можно сказать. Да, можно сказать, как бы Миляв Махов, да. Да, и подходит к концу первый период, оканчивается со счетом 1-0 в пользу Горгуда Меджидли, Мордовская республика. Да, ребята уходят на 30-секундный отдых. И после этого продолжится далее бескомпромиссная борьба в весе до 82 килограммов. Тоже одна из самых престижных категорий в данной дисциплине спортивной борьбы. И видим, как угол, синий угол подсказывает своему спортсмену, что, где, как, что нужно делать. Ну и восстановление дыхания, Да, восстановление своих сил. и начинается наш Да, второй период. Да, как только прозвучал свисток, тоже ребята ринулись в бой. Да, вообще. Ой. И такой чуть такой неприятный момент, да? Да, предупреждение борцов в красном и углов в красном. Да, Олегу Мореву кричать: жестче борись, кричат его друзья, да?
Да, Ну, тут контролирует, да? тоже эмоции запредельные, да, в этой схватке. Да, тоже с двух сторон, ребята. Горгут Меджидли, как я вижу, контролирует вот схватку, захват держит. Да, очень такой высококлассную борьбу показывает тоже. Да, и за пассив, да, дают балл Горгуду Меджидли. Счет уже 2-0, да. Да, времени достаточно, в принципе. Да, есть еще время, целых 2 минуты, чтобы отыграться для Олега Морева. Да, и сразу же, да, Ставят в Партера, партер, да, да. с партера работу Минута 50 еще. Горгут Меджидли начинает. Да, и чуть-чуть не хватило, почти. Да, но чуть-чуть, как говорится, не Да, считается. чуть-чуть, Да, как говорится, не считается. Вот. Но я вот заметил, Олег Морев в партере очень грамотно защищается. Вот, не дает себя перевернуть еще. да, Олегу Мореву нужно, необходимо Да. какое-то активное Да, какое-то теперь действие нужно сделать. самому пройти, да? Да. Самому попробовать сейчас. Уже время на исходе поджимает, как говорится. Да, Олегу кричат «Газуй, Олег!». Да, сейчас его должно вдохновить это. Но Горгут Меджидли вообще повода, по-моему, не дает, да, для каких-то активных действий. Да, очень грамотно стоит в середине ковра, уверенно. Минута. Ровно минута остается до окончания схватки. Да, Олегу Мореву необходимо самому создавать условия для своей выигрышной позиции. Да, подготовить один проход. Да, ради которого каждый день, да, ребята пашут, отдают самого всего себя, чтобы выложиться, да, вот на одной 6-минутке, да, можно сказать. На Да, каждую и схватку ребята очень так сильно мы настраиваются. вот видели, да, я вот забыл в какой-то схватке. На последних секундах на 5 баллов бросил. Да, да, да. Вот всю схватку вот готовил и в конце выложился. Тоже очень такая яркая схватка была. Это Константин Крючков и Кирилл Мальцев, по-моему, боролись. А, да, Кирилл- Константин, кажется, да? Нет, Кирилл Мальцев вытащил схватку. А, Крючков выигрывал всю схватку. И вот Кирилл Мальцев до конца, за 3-4 секунды, да? да, и поздравляем Горгуда Меджидли за завоевание чемпионского титула в весе 82 килограмма. Республика Мордовия. Победу одержал Горгут Меджидли, Республика Мордовия. Да, еще раз поздравляем Горгуда Меджидли. Золотой медали. Да, стал чемпионом тоже в одной из самых престижных весовых, 82 килограмма. Да, и идем дальше. Вес 87 килограмм. Магомедгаджи Раджабов, Псковская область, и Хамид Исаев, Краснодарский край. 77 килограммов. Приглашаются Магомед Гаджи Раджабов, Псковская область, Хамид Исаев. Да, хочу напомнить, как да, печально не звучало, у нас осталось 3 схватки нашего чемпионата России, да, по спортивной борьбе. Да, праздник спорта подходит, можно сказать, к концу. Да, и эти 3 дня, конечно, были праздником борьбы для всей нашей республики. Как преобразился наш полтинник, как вот болельщикам подарили эмоции наши ребята и все наши гости. Ну, наблюдаем за оставшимися схватками. Да, и вот как ты очень хорошо отметил, когда в первый раз вчера зашел вот в полтинник, да, очень удивился такому свежему, хорошему ремонту. И Да. вообще зал как будто задышал и за новыми красками засиял, да, можно Да. сказать. Ну и летом, да, будет тут очень много спортивных мероприятий. Да, конечно. И в это время у нас, по-моему, да, победу Да, присуждают и победу присуждают Магом- нет, Хамиду Хамиду Исаеву. Исаеву, Да. А Краснодарский что там край, да? интересно случилось? Сейчас будем слушать, что же скажет. Пока еще не ясно, да, все. Да.
или меняется судейский состав. Нет, он почему-то руку держит. Это время весовой категории до 87 килограммов. Да, ввиду неявки, да, Исаев, Краснодарский край. ввиду Да. неявки своего соперника, Да, ввиду неявки, потому что тут не уведомили, да, причину. да, Если бы снялся по, снялся, да, врачом, да, то тут бы по-любому Отметили сказали нам, бы, да, сказали отметили бы. бы. Да, и да, и еще уменьшился, да, да, наш праздник борьбы, да, как я еще отметил. уменьшился. Сейчас 97 килограммов и 130 килограммов. Тяжи остались. Да, и у нас вот Сейчас Никита Сафронов. наш земляк, наш борец Никита Сафронов выйдет в борьбу за чемпионство. И вот отметим, да, вчера Никита Сафронов очень досадно проиграл в полуфинальной схватке и стал обладателем бронзовой награды в весе до 97, да, тоже? Или 92 там было? 92. 92, да? Мгм. И вот Никита Сафронов дома очень хорошо, наверное, покушал, да, знатно так. Да, И 97. и на 97 сегодня борется. Да, и все-таки добился своего, вышел в финал, да, Да. чемпионата России. И пожелаем удачи Никите, да, в своей новой весовой категории 97 килограмм. И в новой, так скажем, для себя дисциплине, да? Да, тоже Белял Махов, да, на минималках. Белял Махов на минималках. Да. Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия, Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова и И все, Всеволод Бердник. Схватка началась. Да, началась схватка. Да, уважаемые телезрители, любители спорта республики, скрестите пальцы и ожидаем. Ну вот один-единственный, да, представитель республики, кто вышел Да, за финальную часть, да, да, финальной схватки. именно за золото. Да, именно за золото. Да, и вот Всеволод Бердник вот вяжет руку. Ну вот тут, Ну, чуть Айтал, интересно, да, вот, допустим, Никита Сафронов все-таки базовый вольник, да, наверное. Мгм. И ноги, наверное, тоже постоянно, ну, как сказать-то, хочет, наверное, провести такой Да, технический конечно. прием с привлечением ног, да? Да, конечно, бывают такие моменты, что невзначай, да, вот не замечаешь, забываешь и заходишь в ноги все равно. Либо Да. подсечку делаешь, да? Да, конечно. Включаешь в какой-то момент все равно ноги. Да, и тут... Опа! И тут Какую как оценку дадут? оценят? 2 балла. 2 балла дали. Да, и просит, Всеволод Бердник просит Да, да, кинуть, челлендж. да, челлендж. И показывает ногу, да? Видимо, зацепил, да, ногой что-то там. Да, Никита немного зацепил ногой. Да, и вот Айтал тоже, как у спортсмена, да, хочу поинтересоваться. Вот, допустим, во время просмотра челленджа и так далее, да, вот во время спорных моментов спортсменов разделяют в противоположные углы, да? Мгм. Это своего рода тоже, наверное, Ну да, что друг с другом там не общались, да, Да. ничего такого не происходило. никаких советов со Да, стороны как углов. говорится, от греха подальше, да. Да. Сейчас вот судейский корпус будет смотреть повтор. Вот на большом экране показывают. Да, Все ну, внимание, я просто да. вот не вижу, где он зацепил ногой. Да, 1-2, челлендж проигран. И давай, Никита, работай. Да, почувствовать надо Никите выдержать первый период, Да, главное. ну Никите, наверное, очень трудно, да? Да, конечно, Это тут надо отдать должное. признаем, да, Всеволод Бердник, он здесь поопытнее, так как он базовый греко-римец все равно, Да. да? Ну, надеемся, что Никите помогут, да, стены, да, Да, очень надеемся, так скажем. да, балл Всеволоду Берднику. Да, балл дает Всеволоду Берднику. И в партер кладут. Да, и тут сейчас очень-очень опасно. О, 2 балла еще зарабатывает Всеволод Бердник. Да, уже счет 5-1.
Тут во время наката Никита очень хотел, да, за ногу взять Да, и он накрыть, да. Да, хочет накрыть Никита. Да. Ну, нельзя. Счет, 7-1. да, с одного положения максимум взял Всеволод Берник. Счет Да. становится 7-1. Да, тут ну, надо Никите нечего терять, отработать, да, попробовать. Да, нужно бороться, нужно искать ходы, выходы. Да, отойти Никите, попробовать на кочергу, может, как-то, на вертушку. О, на бедро взял, Ой! но нет. 2 балла синему, да, Всеволоду Берник. Ну, тут, по идее, 1-9. не срыв, да? Никита требует челлендж. Ну, он на веселе вышел бороться, да, можно сказать. Да, как-то. Чуть не достроился, наверное. Ну, я думаю, если бы даже он занял тут первое место, да, и путевку, наверное, забрал на взрослый чемпионат России, то, наверное, не стал бы принимать участие, наверное, Да, я думаю. конечно. Да, потому что он, ну, базовый вольник и чисто по вольной борьбе борется. Кинули челлендж, да, Да. угол Никиты Сафронова. 이게 그때 기다려 라데 우리 그때 두고 민마한테 우리가 가야지 어느 속으로 미디어 같은 기념으로 그때 왜 따따따따 아리아를 놔뒀어 이제는 누구도 줘요 누구도 줘요 Да, и вот тут главный тренер сборной республики Саха-Якутия по греко-римской борьбе Матвей Матвеевич очень такие дельные советы дал, да? Да. Вы, наверное, слышали, да, Да, вы, очень наверное, рядом слышали. он с нами был. Перефразировать мы эту фразу не будем, да? Вы, Мгм. наверное, лучше нас, наверное, все услышали. Да, но тем не менее ждем решения. Да, и победа, Да, да. и поздравляем Всеволода Бердника. Да, все-таки заслуженная победа. 10-1. Да, Тюменская область увозит с собой золото в весе до 97 килограммов чемпионата России среди студентов. И у нас последняя схватка супер тяжелой весовой категории. Да. Андрей Кислов, Ульяновская область, и Ментимир Хайруддинов, Республика Татарстан. Да, крайняя схватка, уважаемые телезрители, заключительного дня чемпионата России и вообще в целом чемпионата России крайняя схватка. Да, хотелось бы уведомить, что проинформировать, что награждение транслировать не будем. Вот финальной схваткой наша трансляция завершится. Но тем не менее у нас осталось, можно сказать, плюс-минус 10 минут, да, чтобы насладиться Да. крайней схваткой праздника борьбы. Да, и мощные ребята вот подходят. Да, это уже вам не это самое, да, можно Да, сказать. это уже не Это это вам не- самое, не да. это, да. Тут уже ребята, вот как видите на экранах, очень большие, здоровые, вес 130 килограммов. Андрей Кислов с красного угла, представляющий Ульяновскую область, И и Ментимир Ментимир Хайруддинов. Хайруддинов, Республика Татарстан. Да, напомним, что в этом весе у сборной России взрослой, да, Сергей Семенов, да, Да, пос- уже завоевал, да, олимпийскую завоевал лицензию. олимпийскую лицензию. И он так очень тоже хорошо борется. Один из постоянных, наверное, лидеров, да, сборной. Да, пока что. он на последних соревнованиях выиграл, если не ошибаюсь, легенды турецкой борьбы. Риза Каял. Да, Риза Каялпа, да. Да, выиграл. Ну и надеемся, что это не будет последней победой, да, Да. над именитым таким спортсменом из Турции. Да, и прошло 30 секунд. Вот ребята вот, да, переводы, да, ищут сразу вот такие захваты близкие. Да, тут уже, наверное, один бросок может решить исход схватки, да? Да, конечно, тут уже и вес решает, да, Да. и масса. Очень И, сложно все и равно. подняться из-под 130 килограммов, наверное, чуть более трудно, Да, да? очень сложно может быть, если честно. Да, минута уже прошла, остается 5 минут. Да, но тут арбитр ни в какую сторону пока не дал, да, пассива и актива. Да, и вот показывает балл Да. борцу в синем Ментимиру Хайруддинову. Да, и это, если не ошибаюсь, уже второй финал, да, у Республики Татарстан в греко-римской
борьбе. Они- Не, вот за бронзу Шухрат Расулов должен был бороться, но Мгм. ввиду неявки. За золото, я имею в А, виду. за золото. Да, за золото уже второй, да, финал получается. Да, Адель Халиков, Мгм. по-моему, выиграл, да, у Руслана Да, Гаджиева. Адель Халиков, да, выиграл. И второй финал у республики. Опа, и 2 балла зарабатывает. Да, Ментимир Хайруддинов. И еще 2 Еще 2 балла. балла. Счет уже 5-0. Но тут не надо останавливаться Ментимиру. Надо еще сделать. Да, уже Опа! упустил, наверное, да, возможность уже. Опа! А Но тем не еще 2 менее. балла. Нет, там свисток был. Да, свисток. Ну, Уже, тут- уже за ковром, да? Да, ну тут накрыть очень трудно, да, видимо, в греко-римской борьбе. Потому что с использованием рук только надо накрывать. Да, тут как-то корпусом, да? Да, корпусом надо очень хорошо отработать. Да, и счет становится у нас 7-0. Да, за считанные секунды, можно Да, сказать. всего лишь первый период, 1,5 минуты прошло. Да, Ментимир Хайруддинов, как бы он ни вел схватку со счетом 7-0, все равно продолжает прессинговать, да? Да, и еще 1 балл зарабатывает Ментимир. Счет становится 8-0. А, и чисто Да, техническая и чисто победа. техническая победа. Тут, видимо, разрыв, да, 8 баллов. Да, должен 8 быть. баллов. И поздравляем Ментимира Хайруддинова с этой золотой медалью, 130 килограмм, Республика Татарстан. Да, и завоеванной путевкой на взрослый чемпионат России по греко-римской борьбе. Самой такой большой, престижной, богатырской, да, весовой категории. Да, и Да, и видим повтор финальной такой схватки заключительного дня чемпионата России. Вот Ментимир Хайруддинов очень так с одного положения очень такие хорошие баллы заработал. И со счетом 8-0 чисто техническую победу заработал Ментимир Хайруддинов и принес золото сборной Республики Татарстан в чемпионате России среди студентов. Так, уважаемые телезрители, уважаемые любители спорта, еще раз хотим, да, попрощаться, да, можно сказать. Праздник спорта, который шел в течение 3 дней, у нас подходит к концу. И, ну, в активе сборной республики достаточно много, да, медалей. И не только нас, и вас, наверное, очень порадовали схватки наших борцов. Ну и приходит время с вами попрощаться. Спасибо вам всем огромное, что были с нами, что разделяли на цену вот этот праздник спорта, который прошел в нашей республике впервые, да, как мы Да. отметили. И вот пару слов тоже хочу передать своему коллеге Айталу Оконешникову. да, ну, хотел с вами попрощаться, хотел поблагодарить вас, что вы были с нами эти 3 дня. И очень радует, что с каждым годом, да, вот наша республика посещает такие большие соревнования, как чемпионат России среди студентов. И будем еще рады в следующий раз тоже принимать такие соревнования. И спасибо за то, что были с нами. Да. Любите спорт. Любите да. спорт, занимайтесь спортом и уважайте спорт. До скорых встреч, уважаемые телезрители. Увидимся, надеюсь, скоро на празднике спорта. До свидания. До скорых встреч.